Валейкум ассалам, Ибраим. Настраивай тебя, что свой тебя? Может, Инстаграм халатуревой тебя. Хорошо, и тебя как раз минута в минуту у тебя. Хаусвой. Хорошо. Так, все были дела. Инстаграм халатуревой. Так. Так. Копировать. Так. Прямой эфир. Ты. Так, бисмилля, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добрый вечер, уважаемые друзья. Так, бисмилля, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добрый вечер, уважаемые друзья, подписчики, доброжелатели и не очень доброжелатели. Бюстикан массу ами махвай. Массера, это первый эфир у нас месяц Рамадан. Массер манаш дал обал дуэль. Дала мукшал дуэль массан каба даста ويدان лаха Талер Бог Даур Бой. Итак, у нас, если я правильно понял, мы подключились. Телеграм у нас подключен. Если у кого есть желание задать вопросы или рассказать что-либо через аудиорежим, заходите в Ютубе, увидите ссылку на наш телеграм-канал. Те, кто не имеет, как говорится, в телеграм-канале доступа, может здесь отправить. Брат не очень доброжелатель, можно громить тут. Но тут громить никого не надо. К сожалению, мы обычно... Громить можно, если они врут, ладно, так скажем. Итак, друзья, сегодняшний эфир мы частично постараемся. Во-первых, я хочу попросить у вас у всех прощения, потому что прошлый эфир, я не знаю каким образом, к сожалению, прошлый эфир, который у нас проходил в воскресенье, он сохранился только на YouTube-канале. Инстаграм, я не знаю, через 4 часа, почему он не сохранил этот эфир, я не знаю, по какой причине, какой-то глюк, походу, может быть из-за этого. Думаю, что постараемся сегодняшний эфир сохранить. Сегодня у нас эфир будет посвящен... Так, сейчас окно закрою. Сегодняшний эфир будет посвящен у нас национальным интересам. Так скажем, национальные интересы Нохчичу. Там уже идет многоточие, культура, география и так далее и тому подобное. То есть вопросы можно именно по этой тематике задавать. Также, конечно же, я хочу вас ознакомить с новыми приобретениями. Благодаря нашим братьям, которые задонатили, поддержали.
Это вот такая книга. Сначала в каждом это Яус Зандиевич Ахмадов. Его книга называется «Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечня в 16 и 18 веках». Вот такая книга, она тоже нам нужна для работы. Книга Ибрагимова Мансура и Вазарова Хампаши, я так думаю. «Не чеченцы, о чеченцах». Есть вот такая книга зеленая. Тот, кто не видел, тоже интересная книга. Тоже нам очень понадобится в нашей работе. Ну и, конечно же, куда же без огнестрельное, самое красивое и знаменитое оружие. Ну, вот такая книга, конечно же, нас это интересует непосредственно только по касаясь кавказского оружия, то есть мастеров, которые есть в нашей родине. И во второй части нашего эфира, наконец-то, благодаря усилиям и нашей поддержке наших доброжелателей, братьев и сестер, которые задонатили вот такое великолепное издание. Это работа, которую проводит архивное управление правительства Чеченской Республики, архивный вестник, выпуск 11 за 2025 год. Некоторые материалы вы уже видели, я вас ознакомил с этими материалами, которые есть в этом архивном вестнике. Конечно же, не без того, что есть какие-то статьи, которые более слабые, множество вопросов, которыми есть. Но это уже непосредственно мое личное мнение. И есть великолепное, вот самое главное, последнее, то, что мы сегодня обязательно, я вас ознакомлю. Есть наши национальные герои, такие как Хамзат Нашхоевский и Джамбек Аматов. Один является нашхоевцем, другой является зандаковцем. И мы всегда в своих эфирах рассказываем, в основном рассказываем только о землях, которые в горной части непосредственно нашей Родины. Сегодня немножко хочу, чтобы наши подписчики понимали, что наша Родина заключается не только в южной части нашей Родины, нашего Дехаста, так сказать, а является точно так же наша Родина, это Натеричный район, это за Тереком, левобережье Терека, это исконно чеченские земли, где проживали достойные национальные герои нашего народа. В историческом плане мы, конечно же, вас ознакомим. Точно так же ознакомим вас с некоторыми селами. Я опубликовал это, надеюсь, вы прочитали. Те, кто понимает, это земли, которые ныне находятся уже, часть находится в Максдокском районе, часть находится, как говорится, в Ингушетии, и, само собой, часть находится непосредственно в Дагестане. Это наши братья-ауховцы. Этой части вот этого архивного вестника и материалов, которые опубликованы, все, конечно, документальные, архивные документы, в основном те, которые материалы я зачитал. Я полностью, честно вам скажу, полностью не ознакомился. Но материалы, которые есть только у нас касаемо Байсангура Биноевского, огромное количество. Многие, когда я рассказывал, что двое сыновей Байсангура Биноевских были тоже, вы знаете, после смерти Байсангура их, как бы сегодня сказать правильно, депортировали, да, и они находились в северной части, ближе к центральной России, в Вятке, и после определенных запросов и документов двое сыновей Байсангура Биноевского возвращались домой. Один из, вечно путаю, один из сыновей Байсангура Биноевского, не доезжая до Астрахани, странным образом поднялась температура, началась лихорадка и умер. Я думаю, что это был, если не ошибаюсь, это был Алхазур. Ну, могу ошибиться, или Тагир, или Алхазур. А другой сын доехал до дома, прожил, если я не ошибаюсь, больше 80 лет, отвоевывал, точнее сказать, исконно чеченские земли у некоторых представителей соседнего региона, да, был в столкновениях с Юлией, был в столкновениях, воевал против Деникина,
в Веденском районе, дожив до 80 с лишним лет, без потомства. Это прямые потомки Байсангура Биноевского. Жизнь закончилась его так, как и его отца, в славе, в зените славы, так сказать. Он все посвятил своей родине и нашему народу. Да, конечно, в тот период уже немножко другая политическая ситуация, историческая. То есть эти документы мы публиковали ранее, рассказывали о Байсангуре Биноевского, как раз таки некоторые наши восточные нордийцы, Патя, Матя, там, которые говорили, что Байсангур не существовал, и некоторые даже здесь внутренние наши казачки, которые говорили, что Байсангура Биноевского не было, что это миф, выдумка. Потом уже нашли, наконец-то, альхамдулиллах, по воле Всевышнего Аллаха, наши братья, достойно часть нашего народа, ауховские волки, захоронили, и уже через 5-6 поколение показали место, где захоронен Байсангур Биноевский. Сегодня там огромная мемориальная плита, посвященная этому легендарному национальному герою чеченского народа. То есть Бойсхар Биноевский сегодня захоронен в старом Аухе, если я не ошибаюсь, Кишене Аухе, кажется, и Ярыксе Аух, ну, на старых кладбищах, где захоронено огромное количество наибов, похоронен в Аухе. А как погиб и все остальное, как его труп выкрали с виселицы, как это сделали ауховские братья, я вам уже рассказывал. То есть, к чему я сейчас это подвожу, и этот вестник. То есть, до определенного времени документы о его детях, о том, что они вернулись, что там рапорты и так далее, никто как бы не было документально, официально показано. Было устное высказывание, фиксация, а рассказа как бы официального не было. То есть, я разговаривал с потомками братьев Байсангура Биноевского, сыном там Эльжи и так далее, и так далее. Они рассказывают это довольно-таки, но документального подтверждения у меня не было. И благодаря уже на этом архивном вестике есть целый пакет документов, даже не весь, более 50 или 30 страниц, там, касающие всего Байсангура Биноевского, касающие его сыновей. То есть эти архивные документы, конкретно именно архивные документы, скопированные в этом архивном вестнике есть. Так что, что я хочу сказать, что архивное управление Чеченской Республики на сегодняшний день одно из самых эффективных и работоспособных, которое, по крайней мере, выдает нам хоть какие-то материалы, по которым мы можем сегодня провести работу. Касающийся того же Хамзата Нашхоевского, Джанбека Аматова, то есть этих людей фактически никто не знает, никто не говорит о них. Почему? Не потому, что не хотят, а потому, что все, как говорится, подано затмению. И вот эти документы, касающиеся Байсангура Биноевского, я еще раз повторюсь, от их потомков Эльжи там, и остальных братьев, знаете, да, 9 братьев с Байсангуром Биноевским, вот от них мы знали, но чтобы документально было заверено, и чтобы это было непосредственно уже в таких академических трудах, тем более выданное правительством, это уже многого стоит. Поэтому документы про Байсангура Биноевского у нас есть, еще дополнительно мы опубликуем, дожду, иншаллах рахман, мы понемножку будем знакомить вас о жизни Байсангура Биноевского, о его детях, то есть все материалы, которые еще не настолько известны. Точно так же мы по каждому документу Швайб Мулат Центуровский, Амат Автуринский, Талхиг Курчелоевский, ну, Шалинский его называют, но он из тайпа Курчелу, да. Кстати, по материалам тоже хочу вам сегодня рассказать, коротко пробегусь по некоторым материалам. Дело в том, что про Талхига мы много чего знали, но есть и материалы, которые много чего не знали. Вот. Талхиг Шалинский из тайпа Курчло — это воистину легендарная личность, которая изначально имела очень сильное авторитетное влияние в Шалях и очень сильно сопротивлялся, но я сегодня не хочу называть, да, определенному вкраплению в наше общество и в наши села соседнего региона. Он был противником этого. Вот. И вот по полевому материалу, сейчас я работаю над ним, рассказали, что Талхиг Шалинский несколько раз жестко причем наказывал, не позволял никому из соседних регионов поселяться в Шалях, не разрешал им селиться, и имам Шамиль уже непосредственно после нескольких столкновений с ним уже начали приходить к маслаату, делал все, чтобы в конце концов, насколько я думал, у меня была информация о том, что дочка его, ну, говорят, что сестра Талхига якобы была замужем за сыном имама Шамиля. Он делал вот эти родственные браки, чтобы
объединить нас непосредственно с соседними аварцами. Пытался, по крайней мере, делать. Но то, что было сопротивление, и это встречались многими негодованием, это, я думаю, что время понемножку покажет, документы покажут. Здесь нету никакого, мы говорим с точки зрения истории, вы должны понимать это. Так что вот о Талхиге мы много чего не знаем, о его жестком сопротивлении, как он наказывал любого иноверца, и не иноверца даже правильно, иногородца, так даже скажем, да, сегодня Шале это город, вот все, кто хотел поселиться или поместиться, не разрешал, то есть он вводил жесткие санкции, не разрешал даже тем, кто пас коров, запускать их в село, то есть были определенные места, где они пасли скот, при возвращении они оставались, и скот возвращался в село. Вот такая информация у нас появилась, это полевой материал, понемножку я работаю, попытаюсь зафиксировать это, достоверность проверю, благо у потомки Талхига сохранились, альхамдулилlah. Один из них даже выходил со мной на связь, мы это помним, года 2-3 тому назад, да, мы общались с ним. Вот я, о чем я хочу, чем больше ты работаешь, уже прошло 8 лет, плюс-минус 8 лет, как мы работаем по истории, узнаем все больше и больше, это тут вопрос не касается именно там, чтобы только Байсангур Биноевский, нет, о всех национальных героях понемногу, где есть какая информация, мы ее будем публиковать. Осуждения, разговоры не нужны, я прошу, чтобы их не было, вот этих высказываний, время было другое, люди были другие. Чечня была окружена со всех сторон, то есть в основном вошли, кто-то вошел добровольно, кто-то заключил договор, то есть оставался один выход, как я и говорил, и указывают некоторые наши исследователи, что выхода из Чечни именно оставался только одно место, это непосредственно, где проживали андоцесские общества. И, само собой, и политически, и военно-стратегически, само собой, выдвижение имама Шамиля в Урус-Мартане, имамом Чечни и Дагестана, тоже было неспроста. Поэтому эти моменты мы ни в коем случае, конечно же, мы говорим с точки зрения истории, я не собираюсь никого защищать и так далее и тому подобное, или наказывать, или защищать, но мы должны изучать, исследовать, мы должны узнавать все за, все против. Да, и по последнему ютубе я понимаю, что есть высказывания, и некоторые норнейцы утырочные мне начинают говорить о том, что якобы научись читать и так далее и тому подобное. Уважаемые мои друзья, я за эти 8 лет очень много читаю, очень много работаю в интернете. Свободного времени фактически у меня не бывает. У меня есть определенное время. Это весной, когда я беру отпуск, имеется в виду и отпуск не с работы, а отпуск для себя. И езжу на рыбалку, отдыхаю. А остальное время я работаю. Само собой, я очень сильно посадил глаза. У меня, если я не включаю, вот у меня здесь есть специальная лампа, вот, никому не видно, да, вот здесь она, вот лампа. Если я ее не использую, эту лампу, мне бывает сложно видеть маленькие буквы на экране, не увеличиваются, и поэтому, или на книге, когда есть вот такие книги, которые желтоватого оттенка, вот смотрите, старые книги, да, она очень важна, она 80-х, 90-х годов, но буквы на ней настолько маленькие, что трудно читать. Это раз. Во-вторых, я нисколько не оправдываюсь, но я хочу, чтобы мои зрители, те, которые мои соотечественники, мои братья и сестры понимали. Это не от того. Если вы хотите узнать, как я читаю, скорость чтения и так далее и тому подобное, посмотрите буквально года 2, 3, 4 тому назад эфиры на скорость чтения. Я и сегодня могу просто дневное время при хорошем свете с любым человеком. И что я хотел сказать? Да, зачитывал я все это вот с этой книги. Но наши, не наши, а имбецилы, которые мне говорят что-либо, начинают плакать и говорят, научись читать там и так далее, прежде чем учить, мы знаем лучше, вы и так далее. На этой книге, вот этой книге, 3 тома я показывал, эти книги написаны на старо-дореволюционном языке. То есть здесь ить, ять, вот эти буквы заменены. Это старый учебник, то есть написано старыми буквами. Старославянскими называть его, еще до советского периода, когда кириллицу еще не изменили, то есть язык, да, не убрали, ить, ять, вот эти буквы.
Поэтому иногда, конечно же, у меня бывают и ошибки, и запинаюсь, и плюс зрение немножко подводит. Возникают проблемы. И как говорит моя любимая мать, Духая Хвалис, она говорит, когда допускает ошибку, дипломированный, дипломизированный, без разницы, когда допускаю ошибку, я говорю: мам, это же вот так говорится. Она говорит: мне можно. Сонокчу 50% скидка. Сонокчу сёгер галт далтарло. Ас нисца язутарло. Ас нисца артарло. Айтар шаца яшас. Войчерк башон. Шен галт аргини башлам хоканис дия аш эрчанас танисти душу. Шам ялдол хума нисхилита пхит дейт эзер исба постю асина. Авонште хахо Инстаграм аудя. Лилваш ВКонтакте, Твиттер, Трейдс, Рутуб, Ютуб, Инстаграм, Телеграм. Бар из каналу. Ас лилуш вик соцау. Так сюгер дол сюгера. Да, мы всем сказали, всех предупредили и сказали: если будут какие-то ошибки в тексте, посте, сообщите. Если недостоверный пост, мы его удалим. А остальное, оно может быть, как говорится, можно исправить и можно поправить. Поэтому всем тем, в основном те, кто критикует и пишет в Ютубе, кто в Инстаграме не сохранился этот эфир, о моей грамотности, или что я там пишу, что я оговорился. Да, я поехал, я нисколько... Послушайте, я выезжаю, валикум ассалам, я выехал в соседний регион, в Черкесск. Меня пригласили на подкаст, я даю интервью. Я, конечно же, нервничаю слегка. Я приехал в чужой город, хоть и к своему человеку, да, блогеру, известному нашему Кудусову, да, нашему брату, кстати, огромная благодарность. 2-3 часа идет эфир. Конечно, я могу оговориться. Конечно, я могу что-то сказать не так. Но я оговорился с учетом того, что я являюсь ночью. Я могу оговориться, раскрываться. И с родной махбас. Даже чаще, даже некоторые русские сами тоже говорят с ошибками. Или вообще не умеют говорить. Но и плюс ко всему, если вы гордитесь чрезмерно то, что вы знаете прекрасно русский язык лучше, чем я, ну тогда нужно это доказывать не языком, а вот... по статьям, по постам, посмотрите, доказывайте. Не нужно нордийцам рассказывать сказки мне и рассуждать, и говорить: вот за эти лет там столько-то, с 14 тысяч постов. Я вас просил, покажите хоть один пост, где я оскорбляю своих настоящих братьев Аллаха. Хоть один пост. Или осетин, или кабардинцев, или любых там разных наций, которые проживают в Дагестане. Покажите. Нету. Есть конкретные люди, которые клевещут, которые лгут. А вместо достойного ответа, вот у вас есть эфир. Вы можете отправить запрос, зайти, показывать свое лицо, сказать: я такой-то, я пунах, я мужчина. Или я женщина, хотя некоторые девушки приходили и имели больше чести и достоинства. Я такой-то, мое мнение такое, ты здесь не прав, ты здесь лжешь. У вас есть возможность зайти в Телеграм, у вас есть возможность зайти в Инстаграм за эти 8 лет. Вы приходите, когда вас полностью наказывают, вы уходите, причем не приведя никаких контраргументов, не приведя никаких документов. На второй день звоните: вот здесь есть админ наш Ибраим. Ибраим вот как раз сейчас в Телеграме. Ибраим, голосовой, чтобы услышали. Скажи, за это время сотни человек, которые прошли в эфир, сделали, сколько раз... Они просили, чтобы на второй день мы удалили это видео, просили и говорили: мы с вами согласны полностью, но только видео, а я хараш, проблем шуали. Вот, Ибраим, выскажи, чтобы я, если люди говорят, что это я от себя думаю или высказываю от себя. Ибраим админ YouTube канала. Он может подтвердить или опровергнуть, так это или не так, пускай скажет. Никаких проблем с этим нету. Вот. После всего этого мы сегодня в любое время открыты и говорим: приходите, показывайте лицо, не материтесь. Месяц Рамадан или не месяц Рамадан. Вы можете прийти, поговорить, пообщаться, сказать. Что-то Ибраим у нас, походу, не слышит. Ибраим, через Телеграм есть склад, Ибраим,
По связи, Аллах. В любое время, любой человек, вот как сейчас я принял человека, он, видать, по ошибке отправил, я принимаю. Заходите. Есть некоторые наши братья, которые там приглашают меня в службу, говорят, десятками, вот мы я предоставим хивочему, своих да. сильнейших историков. Вот написал мне в посту один из непокоренных, кажется, у него ник, написал, мы за... Ибраим. Резко выбрать. Я всегда призываю говорить, это площадка социальной сети для общения, для дружбы. Десятками, я хивочему, да. Я всегда призываю и говорю, это площадка социальной сети для общения, для дружбы или для опровержения. Если я лжец, если я вас в чем-то обманываю, я вам показываю документы, я вам показываю книги. Да, есть моменты, когда иногда и меня замыкает. В том числе я просто-напросто беру материал, который мне прислали, который мне десятками присылают, не проверяя, закидываю. Были такие ошибки, и я вам об этом говорю. Судить всегда, если про тебя что-то говорят, знай, что они всегда позади, и это люди, которые сами ничего не делают. Плохое я имею в виду. Хорошее это благо всем. Поэтому каждый человек имеет право зайти. Не надо осуждать меня. Есть люди у вас, которые сидят, рассказывают о пикантном массаже. Показывают свою там медицинскую книгу и рассказывают о том, что они гетеро. Есть люди, которые в штанах, да, женского пола сидят, там, итальянцам и так далее, дают, рассказывают эфиры о каких-то там первой брачной ночи и так далее. Там, займитесь своими людьми. То, что я могу ошибиться, то, что я могу что-то неправильно сказать, я это не отрицаю, я не скрываюсь от этого. Это мои ошибки. Но это нисколько не изменяет никаких документов, которые мы есть и которые показываю. Так вот, все, с этим закончили, ответили коротко на вопросы. Я-то, конечно, хотел сделать рубрику и отвечать на все вопросы, которые были в Ютубе. Но многие старшие мне сказали, что некоторые люди просто недостойны того, чтобы им вот брать и отвечать каким-то пораженцам, отвечать нордийцам на их вопросы, поскольку они не имеют ни мужества, ни чести. Я многих людей приглашал. Да, кстати, я рассказал из непокорных. Он говорит, я обеспечу безопасность, приедь, поговори, и мы докажем, что мы не ингуши, говорит, и не чеченцы. То есть это представители там, якобы там, сетующие за карабулаков. Что я ему сказал? Хочу, чтобы, во-первых, все вещи, которые я говорю, в основном касающиеся Уастхвай, являющиеся частью чеченского народа, вот, я всегда говорю касаемо своего региона. В основном я говорю тут только о своем регионе. Если вы в соседнем регионе, вы там отдельно называетесь или называетесь по-другому, я не вмешиваюсь, это ваше право. Это отдельный субъект федерации, там своя конституция, свой парламент и так далее и тому подобное. Но, если вы хотите мне доказать, что даже здесь, которые проживающие Уастхуай, или как вы их там хотите назвать, карабулаки, которые тоже являются новым названием, а тюркское название, да, тогда не нужно ждать, пока я приеду. Я-то рано или поздно приеду, мы пообщаемся. Там вопрос не в том, что там боюсь, не боюсь, и дартик адвичтек. И даже не рассматривайте этот вопрос. После этого 1000 раз сигивал, она хошел, она гергелоду, у тебя был час. У вас есть прекрасная возможность, вы можете зайти сюда, прислать своего историка, с достоверными своими источниками, день определить и сказать, вот давайте посвятим нашим источникам и вашим источникам. И я вам зачитаю. И если хоть один из источников, который я зачитаю, будет недостоверным, или я от себя что-то говорю, как вы там предполагаете, это будет видно всем. Причем я не удаляю видео, если там нету мата и все остальное. Я их оставляю. Пускай миллионы людей, альхамдулилля, сегодня в этом месяце у нас опять пик, 2,5 миллиона просмотров у нас в Инстаграме. 2,5 миллиона за один месяц. 1,5 миллиона уже за 2 рубеж мы в Ютубе уже просмотры видеороликов в Ютубе у нас тоже месячный просмотр, я имею в виду, только в один месяц. Вот. С каждым месяцем прибавляется. Люди смотрят. Люди обогащаются, люди получают знания.
И люди узнают правду, вы говорите или нет, или я говорю правду или нет. Никаких проблем нет. Никуда никому ехать не нужно. Почему? Потому что если даже бы я поехал, там вопрос не тот, кто принимает, или тот, кто туда едет. Это будет выглядеть, опять же, провокационным вопросом. Я занимаюсь чеченской историей. Я говорю о Чечне. О Чеченской республике, о Чечне. И если есть ложь, мне без разницы, с запада, с востока, с севера, с юга, я ее опровергаю. Но опровергаю ее непосредственно документами, картами, в свободном доступе. Купите, достаньте и работайте. Никаких проблем с этим нет. Так что вот так, дорогие мои друзья, для каждого человека есть возможность зайти и сказать, рассказать, что они думают, что они считают. Итак, сегодня у нас в основном мы сказали в начале эфира, что у нас будет национальная идея, национальная политика и вопросы касаемо непосредственно наших национальной ценности и культурной ценности нашего народа. Насколько они важны, как их нужно защищать и где вы видите проблемы с этим. Я хочу, почему я сделал именно сегодня первую часть нашего эфира, я направил именно на этот вопрос. Вы можете, опять же, в Телеграме поднять руку, я вас приму, включу микрофон, можете там задать вопрос или рассказать что-то. Или же в Инстаграм, показывая свое лицо, рассказать о той или иной проблеме, которая есть, если она касается непосредственно этого вопроса. Вот так вот. А зачем тебе бояться приходить в Малую Чечню, Карабулак? Нет, я вообще говорю, там начали писать, поэтому я сказал. Друзья, подписчики, дело в том, что в последнее время огромное количество приходит ко мне материалов, которые скидывают и говорят, посмотри, вот здесь вот эти песни, вот эти. Этот вопрос много раз поднимался, касаемо национальных инструментов, касаемо истангов, касаемо фольклорных произведений, легендов, мифов. Мы этот вопрос, я точнее в первую очередь тоже, мы донесли это до различных ведомств, попросили и сказали, что вот представителям Министерства культуры или певцам и так далее и тому подобное. Послушайте, я звонил, спрашивал, я многих из них знаю, артистов. Я спрашиваю, это наша песня? Они говорят, да. Это наша песня? Они говорят, да. Я говорю, ну как-то это нужно на законодательном уровне закрепить, потому что люди уезжают, сдаются в Европе как чеченцы, потом там проводят различные концерты, играют на пианино, старые песни чеченцев, которые у нас еще в 60-е, 70-е годы пели чеченские композиторы, чеченские артисты, называют их своими, закрепляют за собой авторское право, и это уже остается в Европе непосредственно как музыка или композиция соседнего региона или соседнего народа. Как любят выступать некоторые, да, наши соседи, политзаключенные, говорят, соседние люди, соседние народы. Раз они соседи говорят, мы тоже будем говорить соседи. Кто брат, тот пускай знает, мы не против братства. Постольку, как вы говорите, какой абрусли, такой дабрусли. Вот. И эти вопросы мы поднимали. Некоторые наши певцы, певицы, они очень халатно к этому. Но простые люди начинают присылать хаджам башлам, хаджам туда-сюда. Так нужно с этими вопросами. Сейчас, по ходу, там занимаются этим оформлением, там, регистрацией, всем остальным. По крайней мере, я слышал, у меня такая информация. Я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос, по крайней мере, как министр культуры Чеченской Республики будет этот вопрос решать, думаю, что он решится в позитивную сторону. Поэтому нужно понимать, что не все порой зависит от меня, но то, что мы видим, что касается национальной культуры, национальной идеи, национальной политики, мы должны всегда. И простым моим подписчикам огромная благодарность. Когда видите какую-то ложь, фальшь, сразу присылаете в директ, спрашиваете, а это наше. Конечно, есть некоторые, которые находят изначальную версию, кто ее поет, кто автор. Этим людям вообще огромная благодарность, потому что мне просто нужно составить текст, сделать хороший ролик и показать людям ложь, которую выставляют эти люди. Опять же, нету никаких вопросов обычным нормальным людям. Выставил человек, который
ведет канал «Тут Ингушетия». Он пишет, что в 1924 году, что Ингушетия была такая. И в 1933 году, что она была вот такая большая фейковая карта. На одной он ножницами показывает, опять же, со стороны Чечни показывает, рисованный рисунок. Я опровергаю, что нет ни одной карты, ни 24-го, ни 25-го, ни 26-го, ни 27-го, 8-го, 9-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го. До тех пор, пока они объединились, их присоединили к нам, никогда эта территория не имела вот эти пределы, этих границ. Я показываю, говорю, что это ложь. Заходят, начинают туда-сюда. Сонгундвяш удал галака ассайдай муахках кюгш майт бахшик. Шейдуай муахк варма бьется бах. Тхайчунт и махидиш бахас. Я показываю документы. Нет, вы должны были, по сути, если вы мусульмане, хорошие братья, хорошие соседи, вы должны были своим сказать, мабит печ мадуат, мабуал ванюк, кайцфор алдишбар. Должны были сказать, вот достоверная информация, вот карты. Зачем ты врешь своему? Причем эти паблики там, у некоторых 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч, они публикуют фальшивые карты. И само собой, люди, которые смотрят, интересуются историей, географией, мне их присылают, и я их опровергаю. В чем проблема? Не делайте этого, никаких вопросов нету по этому вопросу. Я, честно сказать, не понимаю, в чем проблема. Если ложь мы не будем опровергать, а наш любимый пророк Мухаммад сказал, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что тот, кто врет, не из моей уммы. Мне абсолютно мне не стыдно перед людьми, которые не из уммы пророка Мухаммада, если они лгут, их опровергать. Мне не стыдно. И я думаю, нормальному мусульманину никому не должно быть это стыдно. Вот. Со своей стороны я показываю. Мне начинают говорить, вот ты говоришь фейк, эта карта, ты защищаешь осетин. Стоп. Послушайте. Ваши взаимоотношения с Северной Осетией – это ваши проблемы. Вы сами решите, какие карты, и они у себя покажут, это фейк или не фейк. С той стороны я никогда не захожу. Я показываю всегда только восточную часть, окраину, которую вы хапаете, которую вы берете. И на некоторых рисунках, даже не картах, мне трудно назвать, вы доходите даже до Аргуна. Делая пятикратный намаз, если есть возможность ездящие в хадж, если есть возможность дающие садака, если есть возможность, я не знаю, быть хорошим мусульманином, эти люди делают ложную, фейковые карты, рисунки, распространяя эту фитну в социальных сетях. А это можете умножать на сотни тысяч. Причем воспитывайте поколение людей, которые завтра будут ненавидеть своих реально братьев по крови и по вере за то, что вы подделали и соврали. Какова ваша участь? Ей было бы хорошо, если бы кто-нибудь сейчас из алимов зашел бы, тот, кто занимается исламской религией, занимается исламской наукой, зашел бы и сказал, как это будет выглядеть с точки зрения религии. Какова будет участь его перед Всевышним Аллахом, потому что из-за того, что он солгал, тысячи и тысячи людей начнут в это верить. И у них будет ненависть. Ненависть на выдуманных, ложных картах, документах, которые вы подкладываете, простите. Какова его участь? И после этого вы еще пишете, имея наглость, береги спину. Какой достойный мужчина, кавказец, мусульманин будет писать такое? То есть, за то, что вашу ложь разоблачили, за то, что сказали, вы несете фитну, за то, что вы занимаетесь конкретно разжиганием межнациональной розни, я должен беречь спину, потому что вы хотите сделать мне ТБ. Вот так получается. И скажите мне, я не прав. В чем я не прав? Что я делаю не так? В чем вопрос конкретно ко мне? Освободил, чтобы я
Освободила. Вот. Когда в любом случае, если мы не будем претендовать, сегодня я вижу с пабликов, каждый гордится своей независимостью, да? То, что является субъектом Российской Федерации, но он по отдельности. И говорят, мы не хотим объединяться, чтобы нас не растворили. Эти мечты нет у чеченцев, этой мечты, поверьте, вообще нет. И у Дагестана нету, и других нету. Каждый гордится своим регионом, своей историей, своей географией, культурой и так далее и тому подобное. Но если вы настолько сильно переживаете, зачем заниматься тем, что вы специально, целенаправленно занимаетесь подстрекательством соседей? По вашим словам, соседей, не братьев, не общей, как говорится, не общего народа, который был буквально 200-300 лет тому назад одним народом. Я, честно сказать, не понимаю, в чем логика. Вы упрекаете нас, то, что мы там, у нас какие-то хорошие отношения с кумыками, с нагайцами или с аварцами. Через 5 секунд, называя нас грязнокровками и так далее и тому подобное, через 5 секунд вы едете к нам, побратимы, рассказываете, что у вас 4 улицы в честь имени имама Шамиля. Вы говорите, которых никогда за царское время никто никогда не говорил, не рассказывал. Вы начали сейчас наибы, и самые главные муллы у имама Шамиля были вашего происхождения, его с вашего региона. Нас упрекаете, ваши старейшины сидят и говорят, вы как дураки бегали за имамом Шамилем и погубили себя, в том числе ваш Сереждин Султыгов, в том числе Бузуртанов и все остальные. Мы якобы не покорились. Один рассказывает, что наказал 2-3 раза имама Шамиля. И через 5 секунд бежите туда и с ними говорите. Главное, чтобы насолить, главное, чтобы досадить чеченцам. Мы решаем свою болезненную проблему, пытаемся пояснить, чтобы был, опять же, который вам тоже, точно так же очень важный вопрос о закон о реабилитации, чтобы его исполнили. И так далее, и тому подобное. Мы начинаем говорить об ауховцах, о части нашего народа, об их боли. Вы влазите туда, рассказываете ауховцам, которые являются исконно ногчи, в том числе и Веппи, и Эхки, и все остальные, которые там проживают, 49 тейпов, они все имеют корни только в Чечне. Вы заходите, говорите, что они говорят якобы на вашем диалекте, говорите, что они ваш народ, что никогда им и одновременно быть, насколько нужно быть тупым лицемером, и одновременно говорите, что никогда эти земли не принадлежали ауховцам, что это все принадлежало Сюле, Газонке и Гунке. В чем ваша логика? С одной стороны вы упрекаете нас, с другой стороны вы им подлизываетесь. Вот так же получается, или нет, или это шизофрения, или как это можно, это расстройство личности. Вот кто мне может пояснить и объяснить, в чем проблема реально этих людей? Почему нас с одной стороны упрекают, а сами идут с ними вась-вась? Упрекали то, что там якобы нагайцы достойный народ. К сожалению, сегодня он очень маленький, там их сколько там осталось, 100-150 тысяч, наверное, максимум. Когда-то они держали в страхе вот эти все степи. Мы-то про них ничего не говорим. Они проживают компактно у нас в 2-3 селах в Чечне. Упрекали, что наше название, самоназвание, которое является Нахчи, вы говорили, вы новый Чи и так далее и тому подобное. И в этот же момент, я смотрю официальное заявление, направляется письмо нагайцам, наши братья нагайцы, мы сопереживаем с вами, у вас сегодня трагический день и так далее и тому подобное. С нами так, потом я смотрю, вот вы от их происходите, потом приезжает какая-то нагайская диаспора, есть видео, они приезжают, этот Боркыш, или как он называется, посвящен то ли нагайскому, то ли калмыцкому, то ли монгольскому хану, я не знаю, который там недалеко от Плива, Назрани. Вы встречаете, мы братья, мы ухаживаем, мы смотрим, мы одна. То есть, когда мы с ними в хороших взаимоотношениях, это плохо. И причем упрекаете их названием. Мы Нахче исторический, по-другому Нохчи. А при чем тут Ноги? Если так по первой букве говорите, извините, можно сказать, вы там кто?
исландцы, ирландцы. Ну ладно, это еще куда ни шло. Это еще развитые страны. Или индийцы, мы скажем, сикимцы и так далее. Там не понравится же. Но мы этого не говорим и не делаем. Поэтому нужно задуматься, и должно быть взаимоуважение. Есть конкретные, если проблемы, если вы с чем-то не согласны, приходите, говорите. Это общественная площадка. Здесь не политики, здесь общественники, здесь простые люди, гражданское сообщество, которое может общаться. По истории, географии, культуре и так далее и тому подобное. В чем проблема? Почему, если мы защищаем свою родину, вы нас приписываете к какой-то политической партии? Я возьму даже самого себя. То приписывали, что я сотрудник администрации Путина, что я якобы туда там работаю. Потом я работник Суркова, нашли фотографии, которые я был студентом, ездил в какой-то образовательный лагерь. Потом я являюсь там чуть ли вторым человеком, который мне дает Чеченской Республике, мягко дает мне указания. Потом говорите, обвиняете председателя правительства Чеченской Республики. Причем тут они? Они государственные деятели. Они управляют своей республикой, экономикой, военными и всеми остальными. Я не занимаюсь этими вопросами, я занимаюсь именно простыми общественной деятельностью. Занимаюсь историей, географией, культурой, рассказываю книги, документы, карты. В чем проблема? Если, как вы говорите и утверждаете, я был бы их работником, поверьте мне, в шикарном, шикардосском кожаном кресле, при хорошем костюмчике, галстуке и все остальные всеми причиндалами, с крутыми часами, я бы сидел бы и говорил бы так, как это должен делать нормальный государственный работник, да, крутой человек. Я в кепке, в тюбетейке, в простых вещах, худи, в футболке, у себя в квартире. Как каждый некоторые заходят, говорят, у тебя 8 лет, это одна и та же картина. Да нет, там есть и другая картина. Я просто позицию чуть-чуть поймала так, чтобы было лучше, чтобы свет отсвечивал. Вот и все. Какие претензии? Приходите, заходите, задавайте вопросы. Мы простые люди. Валлахи, биллахи, талахи приезжали мне с Ингушетии. Десятки людей, ингушей приезжали. В гостях у меня дома были. Подарили флаг, подарили вымпел. Я вам это показывал в прямом эфире. Мы приезжали, дарили некоторые артефакты исторические, которые были найдены, монеты и так далее. Нет у меня никаких к ним, никому, таким простым людям нету предела. Есть пределы конкретно к лжецам, которые стравливают нас. Все. Приезжали с Дагестана. Причем не те, которые там, не ауховские, не лакцы, не аварцы, которые в Аухе живут, не хасовские. А вот оттуда, вот, с Махачкалы приезжали, дальше с Дербента приезжали. Мы общались, и я с ними говорил на равных. Мы общались, они были у меня в гостях. Я им объяснял, что к ним конкретно претензий нет. Есть претензии тем людям, которые сегодня, прошло 30-40 лет с принятия закона о реабилитации, до сих пор не возвращают дома. И так далее и тому подобное. Вот есть такие проблемы. Кому эта тема интересна, кому интересна тейповая, тухумная, лингвистическая, там, по языку мы обсуждаем, по географии, по образованию. Пожалуйста, заходите, задавайте, общайтесь. Никаких проблем нету. Для вас открыто здесь можете говорить. Главное, чтобы не материться и не заниматься политикой. Я не занимаюсь политической деятельностью. И политические лозунги здесь не выкрикиваю. Вместо площадки, где об истории, об географии, культуре мы могли поговорить. Да, в той или иной мере затрагиваются вопросы касаемо там, занимаются ли там наши государственные структуры с такими или иными. Вот когда делают что-то хорошее, путевое, отличное, я вот показываю, говорю, вот, работа, великолепная работа, огромная благодарность непосредственно тем людям, которые занимаются, Адаму Духаеву, Адлану Нагаеву, там, и остальным людям, моей сестре Эльзе и всем остальным, там, Музаевы, всем, кто помогает, кто работает, трудится, кто доставляет до нас вот эту информацию, и я могу ее вам огласить. Тот, кто трудится, да. Если у меня будут какие-то академические, сколько книг я показывал по Яузу Ахмадову.
Вот Яуз Ахмадов здесь сделал, Яуз Ахмадов эту книгу сделал. Гапурова книги показывал, вот Гапуров сделал эти. Если книги вы предоставляете информацию, я их зачитываю и показываю. И мне нету разницы, это будет Аджигов там, ингуш, или это будет чеченец там, Гапуров, или Яуз Ахмадов, или Исаев Султан, или Азамат, наши великолепные археологи. Молодцы, братья. Никаких проблем нету. Ладно, я готов отвечать на ваши вопросы. Если у вас есть... Так. Значит, тебя боятся проходить... зачем тебе бояться в Малую Чечню? Зачитал. Ассаламу алейкум. Шумасир маниш да обал дуэль. Ва алейкум ассалам. Да иресхил шуха дуэль маниш обал. Ассаламу алейкум башлам. Ва алейкум салам. Вежери Аллах дайла харбашлам. Дукава хавайла. Война нохчи конах башлам. Да иресхил да си дуэль. Вега написал. Башлам. Видел Барахоева, который вышел с тюрьмы, сразу фитну развел, назвав Нохчи Лулхой. Зато русский братский народ не на генетическом уровне. Друзья, мне прислали это видео, наверное, человек, чтобы не соврать, 100-150. Что я могу сказать по этому вопросу? Коротко сказать, да, маршал Дауд. Все. Да, хакум дуэль. Я услышал в этом ролике не только это. Я услышал в этом ролике очень много моментов, когда пытаются разделить чеченский народ, пытаются максимально отделить. То есть люди, которые сегодня защищают историческую правду, географическую правду, культурную правду, то есть занимаются, опровергают ложь, они их называют всех, без исключения, они говорят, что это люди не являются чеченцами, они являются политическими засланцами и так далее и тому подобное. А люди, кто ему позвонил и сказал, вы нас приняли и так далее и тому подобное. Приняли. В 90-х годах принимали, наши принимали, в гостинице «Кавказ» по всему Грозному. Но чеченцы никогда об этом не говорят. Ауховцы никогда не говорят, когда их дома, они являлись намного беднее, чем те же самые даже ингуши на тот период. Резали коров, баранов, все, что у них было, и никому не позволяли жить в сараях, курятниках, максимально разместили наши братья-ауховцы. Хоть один раз, хоть один ауховец упрекнул нас этим? Упомянул об этом на заседаниях? Нет. Почему? Потому что мы один народ. Зачем об этом говорить? Это же не чужие люди сделали. Кто сделал хорошо, дай Аллах ему здоровья. Кто сделал плохо, на него тоже судный день есть. А это высказывание, которое пытается максимально разделить, то есть те, кто говорит правду и опровергает их ложь, книги, карты, документы, они все сторонники становятся действующей власти, они так указывают. То есть они пытаются искусственно разделить, сделать чеченцев хороших и чеченцев плохих. Все, кто им подлизывается и является там войнохитами, да, как они утверждают, которые этой политической системе, в кавычках, которую они сами себе выдумали, все, кто недоволен этим, они все их братья, они так утверждают. Для чего это делается? Это делается специально рассорить нас между собой. Ввести в заблуждение аудиторию, которая есть за пределами внутри этих двух регионов и соседних регионов. Потому что желающих перевести всегда достаточно, там и переводить нечего. Это некрасиво, это не культурно. Мы у себя дома, и нам виднее, где говорить правду, где защищать свои территориальные территории. И, конечно же, мы будем поддерживать и председателя парламента, и руководителя региона, и председателя правительства, которые защищают права и территориальную целостность нашего региона. И мы согласны полностью с этим. В чем проблема? То есть вы думаете бросить 2-3 бутылки, там высказаться, это добавляет что-то? И это является истиной? Вы хотя бы знаете, вы нюхали запах пороха, бомбы, войны, вы знаете, что это такое? Не 2-3 дня, не 6 дней, 10-20 лет.
когда человек 100-200 ждали по очереди, чтобы по лужам не идти там 30-40 сантиметров, чтобы пройти по этим кирпичам, чтобы искали красивое целое дерево и асфальтный кусочек, на котором можно было сфотографироваться свои молодые годы, студенческие годы. Вы знаете, что это такое? Вы знаете, что такое авианалет, минометный обстрел и снайперский обстрел, когда ты сидишь в подвале в сырости? Вы знаете, что это такое? Вы знаете, что такое фактически полностью 95% уничтожена вся столица и почти весь регион? Сколько людей от нервов и стресса заболели онкологией и умирают каждый день как мухи? Вы знаете, что это такое? Вы не знаете. И нет никакой вины у чеченского народа, то, что они не хотят войны и хотят мира, процветания. И то, что мы сейчас на сегодняшний день опередили многие, и они хвастаюсь, опередили многие северокавказские регионы по строительству, по возрождению, по инфраструктуре и так далее и тому подобное. Что плохого, если мы хотим мира, стабильности и всего блага? В чем вы нас упрекаете? В какой политической власти? Вы же этой политической власти даете интервью, мы никогда не стреляли ни одного патрона и так далее и тому подобное. Никогда мы не нарушали свой договор. Это же вы говорите. То есть вам договариваться и сдерживать свое слово можно, а нам стремиться к миру, стабильности, чтобы у нас дети рождались, учились, писали книги, стихи, рисовали, чтобы у нас просвещение, чтобы у нас были нобелевские лауреаты, хорошие режиссеры. Нам этого нельзя. Вам можно. Вы любите, чтобы пить. Те люди, которые ненавидят чеченцев, вы любите нашу кровь пить. Вам нравится, когда здесь идет война. Вам нравится зарабатывать на этом деньги. Ну, время закончилось. Теперь мы хотим пожить. Но мы, по крайней мере, не открытым ртом ждем, пока нам кто-нибудь переживет и в рот положит. Мы строим, посмотрите, все стройки, все, кто здесь занимается строительством, это ногчи. Все, что они используют, цемент, все максимально, если это делается здесь, на наших заводах, здесь нашими внутренними материалами строится. Кирпич, цемент. Единственное, металлургия, насколько я знаю, завозится, остальное делается это все. Вы, конечно, начнете говорить, вот, а вам же федеральный центр. Федеральный центр выдает всем дотационным республикам. Просто вы, многие, воруете его, а у нас это пресечено. И доходит это. И вы находите лазейки, слабости и пытаетесь вот это говорить. Кто-то позвонил, смотрящий позвонил, сказал мне... Сейчас, минутку. Честно сказать, это было очень некрасиво. Это было очень неполиткорректно, с учетом взрослый человек, но Аллах судья каждому. Любовь к своей родине – это хорошо. Если вам что-то не нравится конкретно, как говорится, говорите вы соседи, там, братья или не братья, нам от этого ни тепло, ни холодно. Тот, кто брат, тот, кто достойно, как брат себя ведет, мы взаимностью отвечаем. Я не могу ничего остального другого сказать, я с этим человеком не знаком, но я прошу вам, не присылайте мне эти ролики. Я, честно сказать, отвечать... Я комментарий не закрыл, кто-то в личку прислал, говорит, почему ты закрыл комментарии? Да комментарии у меня открыты, если бы закрыты были комментарии, ты бы не смог зайти и написать мне. Ой, Господи. Поэтому, так. Да нет, у меня открыты. Я за вами наблюдаю давно из США и хочу поблагодарить вас за вашу работу. Аллах Эхтубуэль. Дерез Хил Саниш. Спасибо большое, огромная благодарность за то, что смотрите. Я буду рада ходить по библиотекам тут в США, живу в Вашингтоне, и искать на английском информацию. Ахматова
Лейла, нам самое главное нужны карты, географические карты с изображением именно нашей Чечни. Там будет написано Чечня, Нохчичуя, Кистетия, Мизджегия, Зурзукетия. Любые такие карты, если будет возможность, фотографируй, скидывай мне в директ. Желательно, кто автор, какой год, это будет полезно для нашего народа. Вот ответил. Я думаю, это их личное мнение и не мнение всего ингушского народа. И специально балбяшку. Я никогда не говорил, что это мнение всех людей. Я не говорю, что весь народ виноват. Никогда такого не говорил. Ни народ, ни субэтнос, ни таип, ни тухум, ни шахар. Я этого не говорил. Я конкретно по людям, которые высказываются и говорят. Я устал говорить о том, что в 92 году в Гудермесе принимали беженцев из Ингушетии. И это за 100 километров от Ингушетии. Дайрез Хейлайла. Вот. Эки Яхьол Шнахбу. 150 тысяч человек они приняли в обеих войнах. Я жила в Хасавюрте и лично видела, они всегда себя считают ногчей. Красавица Лейла, да, Лукаяхваль. Баспам, чеченцы много не рассказывают, им стыдно про это говорить. Они не такие подлые. Никогда и нигде Экке не скажут ничего про свою помощь им. Ях не позволит. Царь Чога Дика Летер Вайбах. Башлам. Как бы не старались из них братьями, тем они просто стараются от нас отмежеваться. Послушайте, друзья, я не стараюсь делать из кого-то братьев. Тот, кто брат, он и останется братом. Но мы должны понимать одно. Мы не должны всех под одну лебедку. Это неправильно с точки зрения религии. Шунхама, Асбасюк, Хабяхкинчар. Особенно Галай, Уарстхуай, Эхке, Тигаашвол, все на связи. Это такие люди просто-напросто. Дуагцен буиш, бусул буиш, вой муат буиш, вой шадик, вой цадош, дуйцан хашун. Валлахи, биллахи, аспичматься без маркибата. И они очень хорошие. И я не хочу говорить сегодня, те, кто там живет. Там вопрос не в Ингушетии, вопрос о любом регионе. Это может быть Осетия, это может быть Дагестан, это может быть Ставропольский край, это Грузия может быть. Это любой регион, без разницы. Мы не можем судить о Грузии по Сталину или по Берии. И Берия и Сталин возглавляли не Грузию, они возглавляли СССР. РСФСР, СССР, называйте как хотите. Это совсем другое государство. И все грузины в этом не виноваты. И мы должны это понимать. И то же самое, среди них, если кто-то пакостит, гадит, не виноваты наши братья Галай. Не виноваты ни Джайрхуай, ни Схоруай не виноваты, ни Фяппи не виноваты. И так далее и тому подобное. Они не виноваты. Почему? Потому что какой-то человек сел, хочет фитну, платит, им не платит. Я не знаю. Аллаху алям. И все в этом не виноваты. И наши все не виноваты, и у них не виноваты. Поэтому я была 10 лет, когда стояли в речке по пояс между Герзелем и Хаматюртом. И когда кумыки с того села пришли на пост российский, требовали нас пропустить в Дагестан. Нас забрали к себе домой кумыки. Вот хороший пример. Зато Сунжинский район в это время заселили все беженцы и переселили туда, из пригородного. А потом в аул приехала делегация Аки, забрали все селы. Покровская, бандит аул, в Балли-Юрт и в Хасавюрт. Сундагдох, дал Сидваль аухир, Ижри, Вижри, дал Духдах дуальшу. Дал Дуагц Энхалитилшу, Визиндер, Гуттар Ишта, дал Мунгшмашлил дуальшу. Дал Эхту болу тут. Ходин мяду, шу лазам, шу болбала, тхабушун. Дал Муллах. Вот именно из-за таких вещей еще больше горжусь своим народом. Дабан, онкиш, дикт элиас, больше, шадик дорша, аухир, ой, вежриш, дабан, шамил, он ногче хавалирбах. Яхси, кунхал, аухир, вежриши, и душон. Ишт бойсхар, ирху алинот, хада тавяшкана, и бойсхар лучевин, бойсхар давегна, аухир, кунхал, бушон.
ишбушн вежри. И после этого кто-то мне что-нибудь просто плохое скажите про аухир, эхкишн. Или аухир, вообще, цанна аухир, вахар хочет. Войц иса сиса, войнохчик амдуи. Ацауши, балтуныш вахин, аухи ашве, куняды, сюли игорю, балтуныш юшу. Иш нит боча, иш я цанит халт, этес больше. Я мартешен бяхбин. Вишь, войц хилабу иш гуттар. 92 год ночью Тхаюрта на тракторе с прицепами собирались люди, кричали «Ардол, Галгай, Коман, Туамбна». И наши мужчины выходили. Сам Аушев сказал, что им не нужны чеченцы в этом вопросе. Это за 92-й, говорит Лейла. Это Гудурмес, восточная часть. Ваша, ассаламу алейкум, ва алейкум. Хотел сказать, что у тебя очень интересный контент, и мне очень нравятся твои публикации. Я также подписан на твой телеграм-канал, и бывает очень интересно читать твои посты, истории. Дерес Хил Ибраим, да, Духваху, огромная благодарность за то, что читаете, подписываете и приглашайте все больше и больше к нам наших соотечественников, соседей, достойных людей, которые любят и уважают наш народ. Понятно же, что если у нас мир в регионе, некоторые норнийцы не смогут украсть чеченские земли и культуру, говорит босс 95. А меня Аллах, мархи бу харц дергдийца ишьяц, амма бакдерга бакду цугум киашат хоцу хирчура схадаха герташ летом литер цер зудрибар арбел годир цар чо. Огромная благодарность нашим братьям-кумыкам. Вот сейчас мы по первой войне чеченской видим, как жители Гудермесского района рассказывают, как женщины на посту дрались и помогали переводить чеченских детей, женщин через воду, потому что они убегали от войны. И этим братьям-кумыкам с Хасавюрта, с Ауха, всем огромная благодарность. Да примет Аллах и в судный день за ваши благие дела вам воздастся. Так, ты лучший брат дал это Байлдерис Хил. Так, дальше. Поддержать Башлама. Это Ибраим прислал. Халдас дал лаха и карт наш аслохардух Дерис Хилела. Спасибо тебе за твой труд, вклад в нашу историю. Ты распространяешь нашу историю, привлекаешь огромное уважение к нашим предкам. Я ценю твой труд. Огромная благодарность. Башлам. Тахтамыш был союзником или врагом Хоура, то есть чеченцам. Тахтамыш был тот, кто обладал территориями нашей родины. И мы обязаны были в его войне непосредственно помогать ему, противостояние. Ответь, пожалуйста, это очень важный вопрос. Ты считаешь, что немцы произошли от чеченцев? К приему говорится, что кельты, выходцы Северного Кавказа, являются нохчи. Я скажу так, я не могу сказать, что немцы, но то, что у них корни, и их ученые доказывают, что их предки, древние предки вышли с Кавказа, это однозначно. То, что здесь мы автохтонный народ, это тоже. Вероятность, что какая-то часть из них от нас или что-либо, возможно, я отрицать не буду, с точки зрения истории. Однако, это очень трудно доказать, если сегодня есть современная наука ДНК, генетика. Генетика показывает, если они отсюда ушли 5000 лет тому назад, им скажут, что у них кавказские корни, тогда еще можно обсуждать. А так говорить, что кельты, скифы, сарматы, кемерийцы, алароидцы и так далее и тому подобное, троянцы, итальянцы, все наши, я не сторонник этих вещей. Должна быть четко доказанная теория, которая стала гипотеза, которая стала аксиомой. Тогда мне говорить проще. Но гипотетически, возможно ли это? Да, почему? Потому что сегодня антропологи немецкие, в том числе в свое время в 19 веке Блюменбах указывал, что мы являемся автохтонным народом Кавказа. И если их корни с Кавказа, то вполне возможно, что где-то наши предки пересекались, или возможно, что были друг другу родственны. Ша дол камма бяхки дубо шмават
Абсолютно верно. Ответь, пожалуйста, это очень важно. Произошли чеченцы, я рассказал. Ответь, пожалуйста, очень важно. Так, кстати, я говорил по этому вопросу. Все, это касается викингов, и немцев, и норманов, и так далее. По всем вопросу это касается одно и то же. Мой дядя Мухаммад Ахмедов и Вилла Дагештуа в прошлом году, он имел свой мукомольный завод. Валлахи, биллахи, он отправлял грузовики с мукой, имеется в виду после конфликта в Гудермесе. Это в Гудермесе было в 92-м. Это я к тому, что некоторые говорят, якобы Нохчи не хотели помочь. Это аминь, я Аллах. Мы знаем, что помогали. Поверь мне, есть очень много доказательств. Кстати, знаете, как обычные американцы называют чеченцев? Да, мы знаем, они их называют Caucasian, то есть кавказские расе они относятся, кавказианские расе относятся. Поэтому, конечно, знаем, как американцы называют. И стоит мне сказать, что я из Чечни, отношение к нам отличное. И верите, не верьте пропаганде. Тут на месте отношение к нам, во всяком случае, у американцев очень хорошее. Говорит наша сестра из Америки. Называют чеченцев волки Кавказа. Единственный народ, осмеливший бросить вызов огромной ядерной державе и выигравший эту войну. Я работаю с американцами, говорит Лейла. Башлам, ты закидывал фото карта Чечни, 2, 3, 2-3 часа назад. Но где земли до Сулака? Ну, во-первых, это не карта, это рисунок. Во-вторых, карту закидывать, я карты закидываю в редких случаях, и то бывает, если не повторяются новые карты, к тексту бывает. Если ты про ДНК, то говорится, что у немцев генотип 1, и он имеет общее происхождение с J2. Далее лично нашел более 1500 общих слов с чеченским языком и немецким языком. Ибраим, да, духвахвал, молодец, красавчик. Вот это уже другой разговор. Вот это уже правильно. Это хороший подход. Ибраим, сейчас я тебе скажу, сколько, если 2 человека сегодня задонатили, поддерживают наш эфир, и которым нравится, они поддерживают, то есть отправили поддержку нашему каналу. Внизу вы видите реквизиты. Да, Саадуар Баудиснак Эзашка Саудуалитил, это священный месяц Рамадан, это наш брат Нурди, да, Саадуар Баудиснак Эзашка Саудуалитил, и наш брат Адам. 2 человека задонатили, за что им огромная благодарность. Да, Духдахтуар Баудиснак Эзашка Саудуалитил, обещ мархаба ташлят стулдак адала, дикч ауд аязер шумел, ауд аязер штхалдук. Вот, Ибраим, я зачитал, так что, если там я что-то накосячил, прошу прощения. Вот так. Башлан, 5000 лет назад, это когда весь Кавказ занимали ингуши, которые потом произошли, раздробились. Нет, ну, я не знаю, 5000 лет тому назад никаких ингушей. Аллах Дайресхил вопросы ответил, да, мне очень приятно. Не вопрос, не проблема. Если вы хотите увидеть более реальную карту чеченцев, то посмотрите на карту Грозненской области после выселения. Эта территория общая подходит к той территории, которая по факту является чеченской. Ну, даже она является маленькой, Лейла. Но подходящая, да, частично. Башлам, карта 15-16 века существует, и какие там территории нашей Родины. Посвяти, коль не трудно. Карты есть разные. У нас есть 15, 16, 17 веков. Некоторые карты даже доходят вплоть до Каспийского моря. Некоторые даже до Дербента. Ну, кто-то верит, кто-то не верит. Это дело каждого человека. Цундера. Карты разные. Вот. За исключением нескольких территорий, отданных соседям. Так, есть какие-нибудь вопросы, кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? В Телеграме сегодня что-то молчат все. Башлам. На недавнем выступлении Чабиева Танзила доказывала, что чеченцы переняли язык у ингушей. К сожалению, таких горе-ученых
в соседнем регионе достаточно, которые могут рассказывать сию ересь, так сказать. Перенять язык, я не буду оскорблять никого, кроме того, что изначально сказал. Ну, что сказать? Она говорит то, что ей сказали сказать. Вот. Она говорит то, что знает, а знает она ничего, если она такое говорит. Мы ни у кого ничего не переняли. Больше скажу, у нас есть достаточно доказательств и документов, которые мы публиковали, показывали. И четко показано, кто кого язык использует и кто на каком диалекте говорит. Вот так. Так, дальше. Башлам, если не ошибаюсь, насколько я помню, раньше ты говорил, что материальный труд Хасана Бакаева в виде книг привезут в Чечню. Да, я говорил такое, но пока больше на какой стадии сказать не могу. Вроде бы обещали, что здесь будет библиотека в честь имени Хасана Бакаева в родном селении или в столице, я не знаю, ну, обещали. Но после этого тишина, я как бы не могу ничего говорить, там есть родственники, наверное, надеюсь, если будет какая-то информация, я опубликую. Башлам, Алибек Хаджи Алдамов был из Тайпа Чермо? Нет, он не был Чермой, он был зандаковцем, Зандкову. Эльбек Хадж Алдамов был зандаковцем. Не было Дагестана, есть Чечня, остров Чечень, наш Каспийское море наше. Ну, это вот такое высказывание я не могу делать и не делаю. Когда пришли монголы, Нуцал Аварский выдал свою дочь за одного из сыновей хана и тем самым получил земли Аухуа и части Грузии и Азербайджана. Это исторический факт. Таким образом заселены многие земли. Не знаю, не читал такого исторического факта, честно. Тайпа Зандхуай был Алибек Хаджи, написали. Ну, первый ингуш по ДНК тест появился ровно 1000 лет назад, но это я уже говорил. Скажите Чабиевой, почему она не на своих аланских воротах написала на чеченском языке «коу», тогда как на ингушском должно быть «аланан куани». Ингуши из чеченских... Ингуши это чеченский осколок, и чтобы доказать это на все 100%, у меня есть все необходимые доказательства, говорит Ибраим. Но, Ибраим, опубликуй и доведи до них, если ты прав. Остров Чечень был назван так после похода Петра I на Иран, и во время этого похода по Каспию он встречал первых горцев, те были аухуа чеченцы эхе. Есть такое дело. Башлам, ты аухуай, Башлам, ты готов жизнь отдать за несуществующий аух? Думаешь, там аварцы и лакцы говорят тебе что-то? Не понял вообще. Башлам, ты готов жизнь отдать за несуществующий аух? Я готов жизнь отдать за существующий аух, за исконные земли ауховцев. И я это и делаю. Помогаю то, что есть в науке, в карте и так далее и тому подобное. Думаешь, думаю, что там аварцы и лакцы позволят тебе что-то? А я спрашиваю у аварцев и лакцев что-то? Ты забыл, наверное, забываешься, это все-таки Россия. И не аварцы и лакцы рулят там, а законы Российской Федерации. И если по закону там написано, кто будет спрашивать у аварцев, лакцев и других народов? Мы говорим о справедливости. Так что оставь свои понты для себя. До 1770 года не было ингушей, было сильное чеченское колено. Ахистинцы, как себя именовали тогда современные ингуши. О каких 1000 лет вы говорите? Ну, во-первых, не все кистинцы это ингуши, это однозначно. Там только часть Вапи являются кистинцами. Вот.
а остальные не имеют, то есть это отдельное общество, это ближние кисты. Поэтому эта интерпретация немножко неправильная. Башлам, посмотрите про то, как аварский Нуцал выдал замуж свою дочь за сына хана. Я читала, что не могу вспомнить, где именно. Постараюсь найти. Ассаламу алейкум, Ваша, пишет Адам Тутай. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Акибварс Адам. Аварцы и лакцы, будь они мусульмане, сами бы побоялись Аллаха жить на чужой земле. Также каждый нохчу, который имеет хоть каплю достоинства, ответит так, как и Башлам. Салам, Башлам. Грузинская сестра Софико. Ва алейкум салам. Как ты, Софико? Наша грузинская волчица. Софико с первых дней поддерживает нас в нашей борьбе за справедливость. И так что она огромная молодец. Так что вот так вот. Дальше. Это, кажется, в книге по истории Дагестана написано. Ну, в директе ко мне скинь название книги, посмотрим, что там написано, как. Я просто то, что есть на документах, это хорошо. Нету, я пытаюсь избегать, потому что люди будут нас называть теми же норницами, если мы будем врать. А врать мы не имеем права. Башлам, в Турции ингуши зовут себя галгаевским тейпом по нации Шишани. Они так не считают. Настоящие ногчи не будут любить сюли. Я так и прям, такие вещи не пиши. Им шмаязи, он дальше хочу ахладу, шбу лерик, шбу махту, шнахбу, им шмаязи. Ой, я выжрища нах, харцун, что я холи тарева. Сюли говорят, что самый народ в Кавказской войне после черкесов. Ну, говорить можно, язык без костей. Я хорошо, спасибо, говорит Софико. И ингуши, лицемеры, аферисты и воры чеченской земли, пишет Софико. Софико, осторожно, а то они тебе вендетту объявят. Дик Дубях Мобилов, Башлам, а правда, что друга шейха Берса убили? Нет, неправда. Я не знаю, откуда ты берешь эту фантастическую информацию. Ассаламу алейкум от исконного соседа. Башлам, ва алейкум салам. Мухаммад Мирза Анзоров похоронен в Гихи или у себя в родовом селении. Источники разные, не понять. Вот честно сказать, я не могу сказать тебе, Ваша, насколько это место его захоронения. Вот сейчас тебе сразу сказать не могу. Чтобы не соврать, вот, если бы знал, сразу бы сказал тебе. Ну, проверим, да, Хаусардовой, мы проверим. Мухаммад Мирза Анзоров похоронен в Гихи. Надо узнать. Аларты говорят, что они самый истребленный народ в Кавказской войне после Черкесии. Это неправда. Это неправда. Но раз они так говорят, пускай говорят. Вот. Башлам, ты слишком демократичен с зелеными гусями. Пора возвращать наши земли до Псидаха. Нет, есть политкорректность, есть люди, которые отвечать должны за свои слова. Я же говорил вам вначале, есть достойные братья, которых я люблю, уважаю, и мы не можем всех подряд называть таковыми. Хорошие, тот, кто лжец, тот, кто лжец. Все. С точки зрения ислама, не я их не боюсь. Софико пишет, я их не боюсь, шакалы, как дагестанцы, пишет Софико. Ну, Софико, ты более жесткое, конечно, заявление делаешь. Ты знаком с владельцами телеграм-канала «История Чечни»? У него аккаунт еще в ТикТоке, тоже ником Сигурд. «История Чечни» — это мой брат Рустам. Конечно, знаком. Он у меня в эфире бывает, и очень часто знаю. Башлам, а правда, что сын Иса Гиндергноевса умер в бою на Валерике? Вполне возможно. Вот что-то ты путевой сказал. На старых картах Чечня граничит не с Дагестаном, а с Лезгистаном. Есть и такие карты, абсолютно верно.
Нет, аварцы Сюля никогда ни в чем не страдали. Они прислонились каждому, кто приходит с войной и платили. Но у меня таких навыков, как у вас, нету. Поэтому такие заявления делать не могу. Так, пишут мне в Инстаграм. Идет эфир. Так, что, покажи им это фото. Это фото я показать не могу, потому что ты скинул фото, ты ссылки скинул. Фотографии нужно скидывать, Ваша. То, что ты скинул, это ссылки, надо фотки скинуть. Башлам, звони, если хочешь, что не понял. Так, WhatsApp, чему? Моя здесь во время эфира. Итак, наш канал поддержали. Итак, кто же поддержал? Это Турпал. Турпал поддержал нас. Энкалой Ирдукхар Башлам. Энкалой Берзлой Далсидуэль Будиснег Эзершка Соду улетел. Наши братья из Тайпа Энкалой задонатили и поддержали наш канал, за что им огромная благодарность. 3 человека сегодня задонатили и поддержали наш канал. Так, сейчас, подождите. Сажим Уацатавар. Квартал Шуса уже. Свет в глаза. Так вот, Башлам, хорошо. Так, дальше. Башлам, хорошо, что они нам не угрожают, что к нам приедет Гургал без башки с шашкой. Да, так вот, Пешхо Сигурд, владелец этого телеграм-канала, тоже мой лучший друг, можешь спросить у него. Пешхо это наш брат. Если ты брат моего брата, значит ты и мне тоже брат. Башлам, звони, если хочешь. Благодарность огромная, Софико. Кстати, грузинка, это хан подали на Грузию, и даже Иракли после этого платили дань, так далее. Башлам, на старых картах Чечня, вся Ингушетия в Чечне. Почему они это не признают? Ну, не признают, потому что не хотят этого. Конечно, они были частью нашего народа, и многие изначально записывали как чеченцы. И то в 1952 году они появляются как административное устройство. Все усилия должны быть направлены для того, чтобы вернуть 2 района. Это самый главный. Башлам, почему мы не поддерживаем теорию ингушских историков Доскиева и Дахтильгова об армянском происхождении? Мне эта версия кажется наиболее правдоподобной. Мы не поддерживаем, потому что это недостоверно. И ДНК-генетика показывает, что на самом деле и те, которые сдали ДНК, в основном все у нас одно ДНК и один предок. Так что легенда легендами, но ДНК обмануть невозможно. Аварский каганат самый бедный каганат в истории. Их сила держалась на сотрудничестве с Россией и ставились тем, что делали набеги на слабых. Софико, иди нормально, оденься одеждой. Я не понял, что он говорит, Ислам. Спасибо большое, очень рад слышать от тебя. Такой брат моего брата, мой брат. Очень приятно, если я чем-нибудь понадоблюсь, буду рад помочь тебе, если нужна будет моя помощь тебе. Ибраим, ДРС Хил, Далсидуэл, Баракала Ибраим. Германер Ибраим, красавчик, швой обычно. Башлам, есть ли шанс, что Хивсуры, Пшавы, Тушины, Сваны узнают свои корни, являются чеченцами когда-нибудь? Нет, это уже все. Они уже отдельно грузины огрузинились, и не думаю, что это возможно. Разве возможно, что у исконно кавказских народов могли быть ханы, шахи и сюзерены? Ну, у некоторых они были.
Германия рваться, Франция рву. Бях мобил, Ибраим. Я думал, ты понял, Ибраим, с Франции. Но у меня есть еще один Ибраим с Германии, поэтому я думал, что и ты с Германии. Бях мобил, вопрос у тебя был про немцев. Ты изначально, я думал, ты в Германии. Цундер был, что раз. Так что... Такое. Поддержать Башлама, Ибраим. Ибраим, ДРС, Хилсагаттарна. То, что пишешь, поддерживаешь. Но, как знаешь, Ибраим, у нас не всегда все получается в этом плане. У нас люди поддерживать, донатить не любят. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Машола, Башлама. Дел машал хил. Алхамдулилlah, диктатор. Куда тигасын? Маунстаба и даста цухени мокшел иман лойлвей. Амин, амин. Да, братца бойлвей. Амин. Не стойлвей. Амин. Братца, тора. Вистхелен хельерса вахрики. И вейца хули, вейца из хидуки, короче. Веймел дала, и дыня муж дала. Само инстя бич был энергич. Еще и муж, я хартиш. Гич. Оправдываться давай. Например, постоянно ты был бы шокол. И эрен хайкуаш бях. Что дючик задуется дизель. У меня около слушаю, около правительства был бы шлюй, доча был бы. Задуется дизель, около обидцы дизель. Сайн. Док ледер оплати, он оренга бадик дисла. И демеч, тан шейлушил демеч, мацелюти, и эсэцелют, гуцели уэре, течере, вейн хаза был, фамилиш, Москва, яхканил, ингушиш, бубош был, фактически, хана хабу, цехат бадигдич, галвы бубош, галвы мат бюч, галвы мат яча, вей мат бюча, лишь бана, 3 миллионами, да, мировали Мартиомори, Уйгур, вала, миром царат, миру, авен. И миллион слушай, много шей. Дыни между, эсэча, хунхайнафа, дыни между по Европе, масана басабатана, индонич, вейди Сербия, вейди Сербия. И как рисовать дерби, тербяш, глава, и тяни миллион, ничего. Их могу финансировать. Кому-то она... هو جاموش ولا واقع وقدر كدر كروتي هاي بلغة ولا تيج فوق ويقومن ومحكم بيش ببوغ فما إيكن كويسيري بوشده تونا أحكيش يتكر يتويتونا هم دتلو ويتونا بيتك دهلو ده تو der idee kazumş yeter yüçürmüş tergıl detsediyeler başla tergıl detsediyeler Dela, hun bagdik disla, astergertsa durvosha, no de gudu hayon, tatsi ola tser a oil ta wena khiti osh bosh bariway, hawash bish. Itzara, da qa üyesi ter boğçuna tiyşi uahoshi dela her duy vajduy wallahi sun правительство, шабиш, бозама, боиздукабиш, имеется в виду те, когда я там работал. Я ни от кого и не скрываю. Я работал в администрации главы и правительства. Являлся директором департамента социального регионального развития администрации главы и правительства. Проработал там достаточно, так сказать, долго, до 2014 года. После этого я ушел оттуда. Меня там нету, я ничем не занимаюсь, я не директор. Опять же, в то время этой тематики как таковой не было, и я вообще даже не интересовался этими вопросами, именно в этом контексте. Да, я историю читал, занимался, но для себя. Но появляются люди, которые, опять же, я говорю, закинули фотографии сайт Аунгин Хельду и Сурта из-за сожимого вашу. Из-за зимового имеется в виду, вот вам больше, халдольше, то есть, ну, честно сказать, дехкель и сурта,
قباق مشبوع سقيويش عشا وات خوين عشاوي خل عشا خلويش ات مروعلن صورت دقنا سويش تاني تعمو إسا يديسين دلاع إتان حالميتشن على دعدي حقين دلاع إكا حق ياس دعشو قواسين دو تعتونش болнахи сунцац асазу вечер حقش вечер асбол куду. Когда начинают говорить о какой-то финансировании, о чем остальном, люди просто-напросто стоят. Во-первых, сами они ничего не дают и не платят, это однозначно. А во-вторых, начинают обсуждать чьи-либо. Асбах юват ахка, валлахи, биллахи, таллахи. Это обычная стандартная ситуация, когда покупаешь книги, карты, когда донатят из сыгет хумдацис. Но и опять же, что оставлю, говорю, что пристег, ялстег, там самый крутой шхена, итстег, шитстег. И зажемелдик, ада и че. Цакриги, ецел би хуш дала, да, Ибраим, хуш, Ибраим со мной уже сколько лет 5-6, то есть Германия. Ибраим знает каждую копейку, которую присылает. Сам мы дубдает сунхайет рапич махился из-за Адам Бошва, его швар, сейчас его нет, он связи авации, он живет в Англии, сюда от них 400 фунтов стерлингов. Это было давно, года 3 тому назад. Сухайна адайтин, цунаха азведу она планшет, чтобы параллельно вести кег, кидегду. Ибраим шахин свой эфир яшул, Ибраим охин свой элла дать свой свой, садайтин. Ибраим она осталась, мы купили там интернет чуялен. И вот так понемножку собирать, я что-то она мой парад, болбя, что вы что историю, что вы, то она любой книги читала, книг дала. Я отчитываюсь не потому, что цанхалха я ажу больше цан отчитываться для шват сосайд. Сохана вы цатиеш, вы нахити был, нахбах цан техити, цун платить для что цун хардуй. Харскабахам шухилил ачи, бог сардам букай. أول سنة عزا أقل تأتيك إليتين كي يسلو هونا دالو إتنا دالو هونا دالو بوش تديته جيم تنا سي كردي أندولا سي أس بالبيش قيسنا بالبيش فيك دالوش نيخ дол массериол проблем что стагуса. Я не сверхбогач, я ни на кого не работаю. Но личная жизнь, тот, кто ведет эфиры, личная жизнь его, она никого не касается. Я же не сижу здесь с Югмари, вол садашу цин ваш, что со крутой машине, садик балбу, что санцы заудуешь вас. А я сказал, моя личная жизнь, все, гоник делал, дикник делал, все, что прошлое, людям это неинтересно, не берите этого, не берите грехи на себя. От того, что я ношу красную кепку, это не обозначает, что я сюли. Это обозначает, что просто сайт иск был, сайт иск это бухаси. Или, допустим, делаю рекламу какой-то фирме, которая мне потом помогает хоть как-то спонсорством. Без разницы, я вам показывал кресло, которое 4-5 часов я сижу на одном месте, и уальч кресло, я массаж, на крыгла. Это обычная практика. Я, все, кто приходил ко мне в гости, они убеждались, где я живу, что я ем. И таких людей сотни, если не тысячи, но шей не чардуешь, что нам сон, я тебе сказать, шей чар, таямор тешенберген, их амилш дешхельч, ассоциация яморт, вас тешенберг, вас ашибу. Книги, документы, карты, это моя слабость. Мне очень нужны карты, карты это очень дорогое удовольствие, нужны будут оригинальные карты. Богдик ядуш. И там, чтобы, само собой, ног чуть-чуть. Масаль дюрш, распечатать, деш, санг, ош, вукинг, айсаг, ош, мусаг, ош, мамадик, ош, амадик, ош. Я занимаюсь этим. Я о своих проблемах никому не рассказываю, задаюсь проблемщик с вахин молодца. Женат я, не женат я, у меня здесь болячка, там болячка, я не рассказываю. Но прошлый эфир у меня уже двоится с Юшхена, инцокир ашусо, гейнер, дадюшхена, я читаю ваши комментарии. Благо, фонарик, халатин, барик, шуакия, то, что он показывает, я нормально сегодня. Прошлый эфир делал, YouTube чуялся, я зяшу, войны гулаться, мирутся, ты критикуешь всех, опровергаешь, лучше бы научился бы читать. Я читаю. У меня такая библиотека, которая тебе во сне не снилась. Такие документы, такие гигабайтами архивных документов, которые я покупаю за последний сега, дол ашиш, да уж. И публикую, чтобы все люди знали об этом. Мой народ знал, чтобы их дети знали, чтобы они передавали им. Что я плохого делаю? Я разве лезу к чужим в огород? Нет, не лезу.
Вы, если бы не лезли бы, я бы туда не залез. Сунде, я только ради вас, чтобы вы понимали, что он сайт. Он ДРС хилы, Алан. Валлахи, Ербахам, Масан Гушмукар. Архи Хубахам, Бумсасу, 4. Абричес, да, Башлан. Война хейт туда-сюда, или он беш, абриш беш. Саба дуй букон. Şey dedi nane derken okulun bu kodiçe valla billa Что такое? delila di dertir. Çere ti sayı ya yagalı ti dertir ve nokçi ti dertir ve tepen ti dertir ve om ti dertir. Просто ogalı yok ya aş bu iş yok ya halkına bu iş столетиями живут, что эти хадаш. Эти выдают, что это дати, эти выйти полно выхода, бати на чунде, выйти мостал дути, эти мостал дадերը дать, еще это мы делал бол бешбу, табеше тиллиршбу, табеше хаахушлиршбу. Işte şeştaliyel dobor. İşte الإناخ وقدنا ويتحقق مدى ويتحقق تموح بوري وغلغي موح البيش باتر غلغي موحكي نوكي موح ويتحموح بو до грузинский таможен докачи верхнего власти докачи ويتحموح البيش بو يتسغلتا и умнаша غلغي بو بوخша и умнаша юха Поезжали 250 лет назад, дуйда, юктисаны, селом юкбол батюш, 50 лет назад, юкбола батюш, 250 лет назад, юкбол буш, войнюк, питан, лелош, хадаш, дуцаре, питана, войцакан дуй, нештер, жимлер абожнан, жимболен, цалла дуаре, войцакан ду, und делькану, цидя хадош, шадикше, неки, дахватош, ду, муатсабу, Dialekt schiller Deutsch, Govor schiller Deutsch, опять я. Отсюда я ловой, цаду, вой мах цакли бешу, so митчо воня, вой цакли бешу, милч, вала вот на назрание, вала митча, вала йогана, вала цагло. Ist вой махка, мабох, echt буй режили, хату хасил, он шайга, вала Oils alles gedaan, schijf, we dit nog je moet niet jouw hij alles dan in weer smoot. Dan we in borstzer literair, daar in die toestand, we daar streepjes op pitten de reis. Pitten, dit hier smoes nou. Zijn luidjes, tabes boeken weinig is de best, het had in de stad. In pitten we, luidel die is doet, Хуже, хуже, история хуже, вала ты хуже. Сингле душка, одеждущий себе умштадуч. Там бари элерца боши, амала фактически исторический документ дала. Истле душ, одежду, там вуются, там умеючи и распространяться дальше. Я туда, я питан хлам, я туда нервнича на руку falan mevcundele iğumş ve zırda dizer ve tabar boşkaz takan duymuş ve tamuah duymuş ve diğer ve nit ve diğer otel dukadat akerstani der muasşın dizekdu taanat tarih dahnek tar boyç boğal bu duyba esiyor tar boyç boğal bu tan yazıyor şu ikincistan Şiir bezde hurda, sen yaz yaş, vahri şu ikinci. Okensete tuği, hoş huyu hukşet ya, 250 let nazat, hadorda şeyti duy, vah belge, hana hayırlı çavuşuyor. Şeyti kastalır da, hana dayangat, otel büyük humşuyor. İş hana hayırlı ça, просто войнука аршин бурш, ve muat büyüç, ve ılkşliyel var, ve değiş büyüç, ve sen zağluş dine, da tevo, термина больше. Тем деле, войчо тидмих или дес, соборих или дес, а мабоха джин знания шли туда, а я гадес.
Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Bizde konuşması. İslam'a kadar Мекшту, вершту, белто, вестру. Jakarta'dasın. Ha. Ağabey muhakkak insan zaman bednohçı hıla bolşu. İşveni orada astırıp bahanın muhkıl gıdıtıyal и вопрос дас. Примерно сейчас Галрая тейпы экс-акт болнохчи интона сиетве кендерсе Gezg basketga aż zaman czachał herbać, to się gezg. In bezgalaj tejpeno i to ludolsze i begiedone kontroliują i pan mówią się zaman kabadinski kniaż do Antelieczena. No czy bukuje się transgalbal, że zaman Sana what's the idea? Мы банковые там еще чтобы они откололись и психология что вот изначально да мотив молодец это вопрос قيت صح قيت. السين فوق اس اردون смотрите. Вообще считается изначально время расхождения, это считается 17 век, и расхождение по одной из версий, расхождение это в религиозном плане. То есть восточные чеченцы или нохчи, так называемые, они приняли ислам, он трансформировал очень мягко, с современными адатами, традициями, чеченцы приняли его. Чеченцы, в том числе, мы говорим о таких обществах, как Эхкы, Тирва и все остальные. По преданиям и рассказам, полевым материалам, которые мы видим, и которые рассказывают и те же ингушские старейшины, они говорят, что на них нападали Тирва, нападали Эхкы, воевали, убивали их. И что, если это видео, вы видели подтверждение, что хош керст бу, язычник бу, хош бахам хабах камик с точки зрения религии. Иштбовша ситуацию описывается по одной версии, это именно так. То есть непосредственно разделением стало одним из поводов разделения стало это принятие чеченцами ислама. Описывают, по крайней мере, так пытаются описать это некоторые ученые того периода. Вторая версия тоже полевой материал, план Бурова называется, что в 17 веке на последнем Мехкеле Майста были приглашены 3 общества. Это были Эккы, это были Галай, именно Галай, имеется в виду там, нету ингуши, позднее, название позднее. Галай, и третий там один из чеченских обществ. Я точно помню, одни были Галай, другие были Эккой. И третье там кто-то по-разному говорит. Кто-то говорит, что это были Мелхи, кто-то говорит, что это были Тирвы. Но не суть. Третье общество на этом съезде было провозглашено. Являются ли частью единого народа и будут ли они исполнять и выполнять условия Мехкела, любые, будь то религиозные, светские и так далее, являются они частью единого народа, который называется там, без разницы, там, Нохчи называете, или Джурджуки называете, или как, не факт. Эккы и Мелхи или Тирва сразу сказали, никаких разговоров нету, мы какими были, такими остаемся, мы часть единого народа. И только одни Гала, которые жили на Фратрии, которые больше уже были ближе, и свои селения выстроили уже ближе к осетинам, ну, имеется в виду те, которые жили по соседству с осетинами, получается. Они сказали, нет, мы отдельно, мы независимые, то есть мы хотим быть отдельно, мы отдельные. И с тех пор сказали, да, у нас общее происхождение, Гергелу дуэнюка, она осталдильдуэ, но мы дальше каждый будет идти своим путем, если коротко рассказать. Опять же, это тоже полевой материал. Я не говорю, что это достоверная истина, прошу вас сразу, чтобы было понятно. И вот так с 17 века разошлись.
Но основной причиной исследователей, которые есть, которые мы говорили, это есть там третья версия. Третья версия за счет того, что те соседние общества, которые проникли в белгородское или ингушское сообщество, они больше говорили, подначивали, говорили, мы должны быть отдельно, мы самодостаточны, мы сами все сможем. И так далее, что они сделали это. Некоторые указывают, вот как раз Исаиду, убийц наш были те, которые там заселены, которые подселились, что они якобы подняли, вот они ущемляют, вот нападают, ну и так далее, подстрекатель. Сказали и расстались вот на этих нотах. Но то, что я нашел, скажу вам честно, из материалов написанных, по-видимому, все-таки исследователи, которые говорили, что расхождение между чеченцами и ингушами, которое было, это, видать, на религиозном плане. Почему? Потому что в этих книгах, вот «Кавказские горцы», это 19 век, здесь идет речь о 19 веке, здесь они описывают даже самых ярых сторонников. Единственное, что Чауры, там они говорят, что они были ярыми мусульманами, а вот все остальные, именно Галгаи и все те, кто уже дальше от них находится, что они даже в конце 19-го, даже после того, якобы, когда приняли ислам, что у них ислам отличался от остальных, что у них был какой-то камень, куда они ложили голову в день, один день, ну, какая-то такая, что-то такое там написано, я даже дальше не стал, я понял, что это часть язычества, часть ислама. То есть, я так понимаю, мы должны понимать, что у нас очень ревнивый, ортодоксальный, крайне радикально махулевый ислам, принятием ислама некоторые вещи нас разделили, растолкнули друг от друга. И все-таки правы те люди, которые говорят, что расхождение между нами и нашей частью единого народа, между чеченцами и ингушами, произошло только из-за религиозного фактора. В первую очередь, и второе, ну, обычно те регионы и те общества, которые живут на фратриях, то есть при границе, они обязательно с ними ведут какие-то взаимоотношения. И то, что сказал Руслан Аушев, являющийся первым президентом Ингушетии, что у нас больше общих браков, там, допустим, с осетинами, то ли с кабардинцами. Вот они, вот в данной ситуации, они упрекают и говорят, что вот у чеченцев якобы больше браков там с юли, с кумыками и так далее и тому подобное. Скажу честно, да, вне всякого сомнения, у чеченцев есть такие браки. Женились, и на унке женились, и на терских казачек женились. Тут у нас идет все по отцовской линии, не по материнской. То есть не выходили замуж за них, но женились на них в основном. Это 99%, грубо говоря. А остальные и у нас, и у них, разница уж нас. Наши просто, получается, по соседству были унки и женились на кумычках. А у них по соседству были осетины, они женились на осетинках, или женились, или вышли замуж. Разницы нету, по сути. И кому что ближе? Нам ближе был исламский фактор. Почему? Потому что Дагестан является исламским субъектом. Что говоришь? Хэшвышо, Билто, слышно меня? Самоделаешь. Хэшвы раз. Ой. Само собой, фактор, у нас укрепилось больше, когда женились, укрепился ислам еще сильнее, то есть женился кто-то там на кумычке, там, на дочке шейха, устаза и так далее, у нас укрепился еще сильнее ислам. А по соседству, которые были с Ингушетией, получается, что в основном, со всем моим уважением, по соседству с ингушами были осетины, ираноязычные. И у них, я насколько понимаю, тоже не сильно они укрепились, ну, по крайней мере, до сих пор об этом говорят сами блогеры осетинские. У них все-таки языческий культ, он преобладал больше. К тому же в то время еще. Я не могу сказать, что все, но язычество было ближе. И само собой, у этих язычеств, у тех язычеств древние верования остались. Эти приняли ислам, наши приняли ислам. И вот эти расхождения между нами вполне возможно произошли из-за этого. Ни больше, ни меньше. А потом уже, само собой, там другая культура, другие интересы, другие взгляды.
Они говорят, и мы говорим, они нас упрекают, и вот так потихоньку разошлись, разбежевались. Только в этом я вижу, только в религиозном плане я вижу. И само собой, еще один фактор, уже после прихода царской России, там, конечно же, уже не без этого, там управление, административная подоплека, то есть там финансирование, вы лучшие, вы такие, если вы заключите, и так далее, и тому подобное. Уже не мне говорить, вы можете посмотреть по документам. Я вижу вот эти факторы. Других иных, по крайней мере, документальных фактов я не вижу. Да, Анзор? Башлам, салам алейкум. Валикум ассалам. Ковчег Мастарга. Правда тот факт, что горные чеченцы ислам приняли позже, чем равнинные? Да, правда. А почему тогда они как бы не отделились, то есть и горные, и равнинные? Но дело в том, что те горные... Я понял. Они позже приняли. Я понял. А эти позже приняли. Я понял, но, Азор, к сожалению, те общества горные, которые у нас приняли, они были очень сильно изолированы, и они не заключали браков ни с кем. То есть ни с Гюрджи, ни с кем они не делали. Те же самые Хельдиарвай, те же самые другие, они не заключали браки, они не граничили только со своим народом. Конечно, это правильный вопрос, который ты задал, почему наши некоторые... Но при решении... Ислам же входил очень мягко в традиции вадаты нашего народа. И есть люди, которые более... А у нас родоплеменной, вы знаете, да, родоплеменные общества и строй родоплеменной. И само собой, когда среди нашего народа принимались эти условия, они прислушивались в первую очередь, и адатов тоже. А адаты говорят там, если принимает там большинство Мехкеля принимает решение, они же вышли из Мехкела. Они ушли из этого. То есть они не принимали никакие законы, ничего общие правила, которые были. А остальные все остались. И те, которые у нас приняли, даже самый поздний Вайчар, хотя я знаю прекрасно, называть я не буду, кто принимал, это самый граница Адалтейп Дуиза, но они приняли, и никаких проблем нету. Я не утверждаю, опять же, у нас, да, было проникновение христианства. Мы знаем, что на нашей территории были храмы, которые уничтожены. Мы знаем, что проникновение с Грузии христианства было, мы тоже это знаем. Ничего удивительного в этом нет. У нас и некоторые греческие мифологии, легенды, которые проникли на тот период, который по шелковому пути тоже есть, да, находили в горной части какие-то артефакты. Но, несмотря на это, в любом случае, с исламизацией, мы же знаем во время Кавказской войны, почему, допустим, наши самые западные общества не любили правление имама Шамиля, и они не хотели до конца соглашаться с ним. Не с исламом. Исламом они уже были в исламе. Они не были согласны к шариатскому решению, правлению. А шариатское решение — это правление фактически, которое должен был принимать там имам, который говорил судить, не судить и так далее и тому подобное. Там это очень обширная тема, это тяжелая тема. Я с удовольствием могу с вами ее обсудить, но, к сожалению, времени у нас не так много. Вы заходите позже и начинаете интересные вопросы задавать намного позже. Поэтому я так почему-то думаю, Анзор, я не утверждаю, опять же, вполне возможно, что этот фактор имел тоже значение, то, что наши тоже некоторые приняли позже, но не вышли от народа. Но они, в отличие от наших соседей, да, как они сейчас любят говорить, они были более закрытые. То есть и Мелхи, и Тирвай, и Хильдиарвай, и Кей, и Ченти, и Шервай, они закрытые общества. То есть там передвижение вообще с чего цель. Царцы граничили, в основном граничили, но Асбоу не такая обстановка, как в Ангуште, допустим, когда спустишься с гор и так далее. Я Мамилан. Ответ был четкий. Зависимо от географического расположения людей. Действительно,
Четкий ответ, одним словом, очень четкий. Ну, я говорю, Билто, я честно искал другие варианты, я искал, почему же мы разошлись, в чем проблема. Должны же быть какие-то проблемы реально, чтобы разошлись. Почему? Потому что генетически ты смотришь, генетика показывает, что у тебя общий отец там 1000 лет, 1100, 1200, 1300 лет. Там уже от генетики не избавишься. Там, какой бы ты понты ни бросал, пичвата, у тебя один предок. Ну вот ты откололся там, да, 200-300 лет тому, и ты говоришь, мы не младшие, мы старшие. Вся загвоздка получается, знаешь, вся проблема в чем сегодняшний день? Это в том, что многие старшие заявляли, я слышал эти разговоры, когда и видео увидел, когда говорят, неизвестно, кто из нас еще старше. То есть, когда вот Нохчи сказали, что они народ Ноя, алейхиссалам. Это гипотеза, некоторые уже ее как аксиому используют. Это великолепно. Пророк Ной, все знают, проживал 950 лет, алейхиссалам. Мы знаем, да, 4-й пророк, Мял. Это реально круто, назвать себя в честь пророка Ноя, который был 4-м. Это само собой и древность показывает народа, и смысл, там много чего хорошего. И буквально проходит время, заявляет профессор Сорбонского университета на встрече, где находятся взрослые люди, компетентные, образованные, не сказать, что это глупые из подворотни люди, заявляет и говорит, вот народ Ноя, да, говорит, народ Ноя, но мы-то много старше народа Ноя. То есть эти люди начинают утверждать и говорить, что они от пророка Адама. Все сказано не просто. Почему? Само собой, Адам – это первый пророк, а Ноха – это 4-й. Только из-за этого, чтобы не быть одним целым, ведется вот эта дискуссия. Говорят про спартанцев, они учатся. Получается от Адама-то в любом случае. Это само собой. Но нет, здесь идет факт в чем, Анзор, Бильто. Здесь речь идет о том, чтобы просто доказать, что мы старше народа Ноя. Чеченцы говорят, там начинают рассказывать там о каком-то лингвистических или о каких-то диалектах, там 3000, 2000. Появляются люди, необоснованно обвиняя американского лингвиста, который сказал Наха, дагестанская языковая группа, они оттуда вырезают, делают компиляцию и говорят, индушскому языку 6000 лет. То есть на 2-3 тысячи лет он должен быть чеченского, понимаешь? Только ради этого, чтобы задеть чеченцев, чтобы оскорбить чеченцев, чтобы показать, вы не древние, мы древнее. И вот так мы закидываем хингалш, национальное блюдо, они закидывают чапельгш. Они говорят, чапельгш это национальный дом. Уайджиш галнышчукус, царь это национальная еда, котом галныш, нет, они как-то по-другому, дохан галныш ол царь, это название якыр царя показывают, это национальная еда у нас ол царь. У нас там чондер зикр олша, это чондер инзель дуку чухакшбол, адхакшбол, пандар кидек, которые на протяжении 300 лет они говорят, мы отдали эскиз, который был найден во Франции, грузинскому специалистам, он восстановил древний ингушский инструмент. Какой он может быть древним ингушским инструментом, когда он у чеченцев со времени появления тарикатов различных есть и жиргаю, и чандарбу, и пандарбу, и шайгю. Ну, понимаешь, получается, если он у них древний, они пишут в 15-16. А мы само собой знаем, что его использовали у нас там в 17-18 веке. Удревнить. Мы говорим, что Нохчи упоминается в 7 веке, в 13-14 веке у грузин они заявляют, когда не смогли показать более древние версии, они показывают и говорят, что до 200 ученых ошиблись, и там говорится не о Нохчи, не Нахчи, Нахчта, а там какая-то якобы была Нухба. Это Нухба, которая находится где-то там в Азербайджане. И что грузины все, и там епархии, они все, и все, кто там записывал, что они все врут, что они ошиблись. Нет, они не оскорбляют грузин, они не хотят оскорблять грузин. Ни в коем случае. Они говорят, что они ошиблись. А кто это говорит? Магистр
Ингушского государственного университета, некий Мухаммад Албагачиев, сделал это фуфло, которое нарисовал, и говорит, что оказывается, в XIV веке грузинской епархии там ошиблись, и они неправильно написали. Речь шла о каком-то азербайджанском нухба. Потом они говорят, а что касается нахчиматяне, это вообще армяне, это сказку выдумали. Армяне им не столько близки, они грузин любят, а армян они так откидывают. И говорят, армяне вообще это нахчиматян, а вот там кроме нахчиматяна есть еще кусты. Они утверждают, вот вы нахчиматяне, да, а там есть кусты, а кусты это кисты. Поэтому там, видите, вы ногчи отдельно, а кусты ингуши, кистинцы это отдельно. Короче, абсурд полнейший. Начинаешь говорить, они начинают говорить о Вахуште Багратионе, верхнюю часть Вахуште Багратиона читают, нижнюю часть не читают. Вахуште Багратионе показывают Глиговов отдельно, Кистов отдельно, Дзурдзуков отдельно, плоскостных чеченцев, чечанами. Все, им это красный горшок показал. Они во все эту карту, вот вы чачане, хотят оскорбить, вот вы чачане, вот вы чачане. Вот видите, Вахуште Багратионе вас не называл дзурзуками, вас не назвал кистами. Да вот у меня карты. Броневского, Семенова, Гюльденштеда. Вся территория до Анжийского, раньше называющаяся Кистинским хребтом, написано Кистетия. Это Чечня, грузины. И до сих пор прямые потомки кистинов живут в Панкийском ущелье. 200 лет. Они начали ездить туда, давать деньги. Они готовы были, мне лично с Панкийской люди, взрослые, образованные, имеющие в университете свои высшие должности. Они говорят, сюда приезжали и готовы были дать любые деньги. 10 тысяч, 20 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, только чтобы сказали, что здесь в школах учат ингушский язык, а не чеченский. Валлахи, биллахи, талахи. Любой тот, кто из Панкиси может, тот, кто говорит, валлахи, без мархабата, аспич мабат, что они это сделали. Ребята, которые они устраивают там скачки, это еще 2019 год, устраивали скачки, и там побеждает Тиро Вутигавиг, вож Белхи Вутигавиг, вож Нашхо Вутига. Ушум Шадеш Галги Мадеева, он привязывает к его лошади, привязывает ленточку с ингушским флагом, и $200 дает победителю. Там медали и так далее и тому подобное. Где вы видели, чтобы хоть один чеченец поехал и говорил, ну, я говорю, того периода, когда мы об этом вообще не думали, нам не до этого было даже. Братан, как бы они ни говорили, армяне, там, Азербайджане, где бы не было, значит, это достаточно для чеченцев, то есть их следы и достаточный материал изучать народу ногчи истории. То есть у нас имеется запасы столько истории, то есть изучать. Они про себя что говорят? Хорошо, армянская, нахчиматян, туда-сюда, санскрит, любовь. Азербайджаня, Сады, Нухба, Дубасия. Но в любом случае, это столько материалов, ногчи, для изучения. Это достаточно богатый на самом деле. Бельто, я поэтому покупаю. У меня есть этот Картлис Ховреба. У меня есть этот Леонтий Мравелли. У меня есть Хасан Бакаев, который взял эти материалы. У меня есть Миликашвили. У меня все Джаханашвили, Иван Джавахашвили. Я Анчибадзе. Я Милвар Важа. Гурам, Абхаз, Гурам Гумба, все их книги я покупаю. Хаюши, Хохта Иштвашун, Матиеш, Вай Дик Язин Душун, Вай древние истории шун бошта. Дарючу, така собью хумю, сун кел хайкио, сопитан дяшвегу сун националисту. Пич мабик бошта, дал велхачос. Нагасан Одена Уэлгеда. Нагасан Сан Ресия Текаш Вахла. Ради Бога, Саадэ Садук, Ради Башвам Дильдек Саудадия. Дильдек Суда.
понял, да, Сэн? Слушайте, Любой... слушайте, я хочу сказать одно. Сейчас, пока я рассказываю, здесь идет там перепалка, пишут какие-то там, некоторые зашли там, возможно, норницы, возможно. Послушайте, я вам говорю, вот, ни Софико, ни другие ногчи, которые сейчас сидят в прямом эфире в Инстаграме, вам ничего не говорят. Это я вам говорю. Здесь есть камера с плюсиком, нажимайте, заходите, показывая свое лицо, скажите, ты лжец, там нигде не написано, так никто не говорил, и это неправда. Покажите. Не надо за чужими пустыми аватарками. Какой мужчина сделает женскую аватарку и будет писать от женщины, если является мужчиной? Это ниже достоинства. Ладно, женщина, вы не пишете ни мужское, ни женское. Зайдите и скажите, если я соврал в этот месяц Рамадан, то зайдите и скажите, ты здесь соврал. Но не надо там перепалку, вы украли, что украли, у кого украли, я знаю. Я показываю эти документы с 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года, 2018 года. У меня есть весь пакет документов. Кто взял, когда взял, кто украл, кто не украл. Есть выступление экс-президента Ингушетии Евкурова, есть выступление профессора Арабханова, там, кто она, доктор Арабханова, историка вашего. Есть, это и с вашей стороны. И они говорят правду. И я вам покажу на ваших же книгах, вот, допустим, смотрите, чтобы, опять же, я могу не показывать, я могу просто сказать, вот книга, которая продается, и вы очень сильно гордитесь, это сборник документов и материалов. Ингушетия в политике Российской империи на Кавказе, 20 век. Здесь используются материалы, и в парламенте эти, как говорится, все это раскидывают, точнее, документы из парламента, с архивного управления, правительственное, заключение, там, подписание и все остальное. Все здесь есть. Вот на этой книге, буквально сзади, четко написано, есть карты, вот эти карты. На этих картах, вплоть до галашек, Малая Чечня, Экки находится в самом сердце Чечни, Ирва, чеченцы, Карабулаки, как чеченское общество или как независимое общество. Это ваша книга. И здесь они, на всех страницах, есть эти книги. Есть кисты, кусты, все остальное. Хорошо, кинчик мою. Зачем мне кого-то обманывать или говорить, вот на этой книге. Зайдите, посмотрите сзади карты. Кому принадлежат Экки, кому Тирва. И доходит ли Малая Чечня до самых Арштов? Галашек. Не надо материться, мархи, букву, оуши, багниш, яхтацию, ашумдел документ. Агович маду, бях мобила, шоп, обчуабочан, цегины, телеграмм, вот эта книга, вот. Видно ее? Здесь все есть, вот здесь сзади, далеко идти не надо. Откройте дверь, это карта 19 века, вот. Ну что их? Малая Чечня. Вот Галашек общество, до Галашек. Вот Экки, который находится в сердце Чечни. Не граничит даже с ингушами с того периода. Вот здесь, вот Карабулаки, вот здесь все отдельные общества, вот на этих картах. Здесь, конечно же, акинцы идут отдельно, галгаевцы идут отдельно, карабулаковцы идут отдельно, но они не идут как ингушские общества. И они только на 4 года входили. И вот так по каждому документу, по каждому книгу я могу все объяснить. Монголш, Дердашу. Дела, Тхамангола, Хотеритиш. Монголах термилу аза. Ладно. Итак. Да, баш санбал босулды. Амин. Мег вискла. Вы там, вы детство за Ирил, кто ведут он. Так оправдание, что пояснить, на Ганхалта. Зачем нам это надо делать? Не, я не...
مثلا بيت نبلان А. يجيك عم دويش خمس سنة تعب سن يتقدم يوز بغانا كوي ديكن تعرف ديكن بديت غير ما تربيش عنديش يودينا نزار وين نزار حيقول شو هاي كان بيتنا دون هاي نير هيستوري هاي هو هيستوري هاي شو سانجي نيما نبرساتش هاي بوبش دخاني وإسناهن إيش يوزبان إيش وين كان هو هيدا نقول وين ذات ساعات تقدر يوز وايد غير هو هيدا غير كده غير ما تيجي على ولا سوساينا قوم هيستوري بقول له شو ثاني وهيك يدونا دوك оправдание со стороны Иоковой, Массара, Массара. Дела, Бильто, из оправдания яхтсоны Бильто, и хую хаун, выглядит, это выглядит как оправдание Бильто. Это не оправдание, мы просто доказываем, у нас в крови, в сердце, в адатах у нас всегда была справедливость. И мы хотим справедливых отношений. Поэтому мы объясняем. Не потому, что не можем дать по морде, не потому, что мы трусы, не потому, что мы мягкие. Нет. В крови цица у нас в духе заложена вот справедливость. Ну и справедливость. Эхердвай. Войни гвала. Нет. Да. Просто вы не забьешь бабок. Намного больше дона, она полезна в том, я знаю, она пеникручи, сорочи, мелочи, действительно, и такие думаем, что из древнейшего времен, вернее, она, народна, Петруриатер, Низу Дагайтариатер, и духом хозю. Да. Сейчас они что ли, сам молодец. Вы ему дите. Делаешь, аж бях мобилочный. Ну, анти, совершенно бюджету. Она, вот что. Так, вы perfect, да? Мы, вот сполна, саму адеда. Главное внимание отдавать, что информация. Все, понял. Хехто. Хехто. А пока вот мы вели дебаты, рассказывали, наш Хачероевский волк, Уаистера, Хачеровай байился, Данатятин, байл, Хогбеш Мархаба Тадаса, Юл Аят Нага, Масу Хачерова Штира, Уаистер, он Хаштира, да Духва Хуэл, Будисник, Эзершка Судолетил. И Ахмад задонатил, Ахмад дал Саадой, Будисник, Эзершка Судолетил. Вот это, потом Ибраим прислал сообщение, что кто-то из YouTube канала задонатил, но, к сожалению, он анонимно задонатил. Вполне возможно, что это наш брат Ингуш. Обычно они анонимно гучатся, что это царь. Дейрез Хил, дал дух дах дуэль, собордел. Домой. Аздук сатисир. Лил цахай, щит авауез. Сигах щену агдейцтиез. Да, аноним прислал, поэтому один человек с Ютуба прислал, Цуна ДРС Хил, и 2 человека оттуда прислали с Инстаграма. Будисник Эзершка Судолтил, дал Саадуэла, дал Эту Бойла. Огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал, донатит, помогает. Донат – это добровольное пожертвование. Кто хочет, столько и помогает. За них мы, конечно же, книги, карты, некоторые вещи. Обычно это стандартная ситуация для стримов. Ни у кого ничего насильно никто не просит. Кто хочет, кому нравится эфир, кто переживает за историю, культуру, географию, тот помогает, у кого есть возможность. У кого нету, тоже не жалуемся. Да, альхамдулилля, мой дейлный Саня, у нас есть и достойные ногчи, и меценаты ногчи есть. Да, я там Уэлцара, да, Духба Aboйлыш. Они тоже не спят, они тоже болеют сердцем и душой, они тоже пытаются помочь. Цундер Цана Дейрез Хил Эрду, донати Деш Болчана Дейрез Хил Эрду, дал Духда Дошу.
Вот. Есть у вас какие-то вопросы? Друзья, у нас осталось 29 минут. Вот у меня уже двоиться начинает. 29 минут осталось. Вы можете задавать вопросы, если хотите, или что-нибудь свое рассказать. Никаких вопросов нет. Вопросов нет, но я хотел один момент Так. обсудить, так сказать. Давай. Из наших, так сказать, соседей, Джуэля Норте, Арвали, там, Да. Да. Что вообще, то, что он говорил, вы вообще слушали? Да, я понял, Анзор, я слышал то, что этот вопрос мне задали еще в начале, первой половине нашего эфира. Да, то, что он говорит, мне, наверное, человек 150 прислали, он пытается максимально разделить чеченский народ, сделать политически ангажированными, других сделать оппозиционеров. Короче, оппозицию он хочет создать внутри региона, это политический момент, раздробить. И по его словам, все люди, которые помогают или переживают за чеченскую историю, географию, культуру, родину, они являются якобы приверженцами нынешней существующей политической верхушки Чечни, по его словам, которые якобы, в кавычках, опять же, все говорят, что вот вы молодцы, то есть хотят разделить чеченцев на две части и стравить с руководством региона. И дальше. Это разжигание, это не то, что разжигание. Подходы с разных сторон. Конечно. Абсолютно. Ничего не изменилось. Просто это очень некрасиво. Это взрослый человек, из-за завтра, послезавтра, даже если оно таковым было, гипотетически представим, что якобы то, что он там выдумал, придумал, я не знаю, вот этот рассказ рассказал, даже представим, что оно было. Возникает вопрос, зачем это? Зачем, зачем это рассказывать в социальной сети прилюдно тысячи и тысячи людям? Зачем? Он сейчас, опять же, он оскорбляет руководство региона, оскорбляет чеченский народ и пытается рассеять фитну. Я другого не вижу просто. Это так и выглядит, к сожалению. Хотя я знаю, что сразу скажут, что не сватцу, харцу, эльду, но я это вижу так. Почему? Потому что даже вот эти... Там ничего там скрытого нет, он открыто это говорит. Да, и я поэтому говорю, Оли, получается, ты выразил свое мнение, сейчас ты не согласен с его мнением, да? Представь, ты аполитичный человек. То есть ты не придерживаешься никакой политической партии, тебе это абсолютно не нужно, ты просто... Вот ты услышал вот это, и ты говоришь, дела махабарю царах, сатана мунцбала бац, ашхарц уцелили харе, ночи оманг, я ночи лахтан, ты что цахордни харе, шизер исол шарах, я харцадини харе, цаама хирда цар олка. Но ты аполитичный. То есть тебе не важно, кто там что сказал вообще. Ты сразу автоматически становишься кто? Политический. Партиям приписать вяшо. Чтобы тебя оскорбить. Не потому, что ты отдельно как индивидуально, что это твое мнение. Ты его защищаешь. Ты из тех чеченцев, которые нам не братья. Понимаешь о чем? Защитишь? Ты плохой. Не защитишь? Ты предатель. Автоматически иш хуш мадай хай команс хабар цахч хайлат тас хабар цахч хай мах деца хай айда хабар цахч хамил хула ана хула цанна мас хабар цахч это кто? Там хоппердерас и чубах наш барито чубах наш интуа бютеш и чубах кан الخيطون خزناهم
Они... Я читал то, что официально. Это люди, которые полностью возглавляли и делали вот этот митинг, и несанкционированный митинг. Участники этого митинга, кто был активным участником, кто возглавлял его, тех и посадили. Ну так и все. То есть... Может быть, или вексун сайн хезек цухена. Цухена сайн хезек. И что бог, если у хезек дон житам уголовное дело болчено. Сайн хезек идос гюжгемахка. Делегация штаб яши. Вот бассек губар, штаб яши. Гюжгемахка. Вайн цару дичь, цару лилича. Сун шубух корпорация, сун правдоподобных и выжимаха западный спецслужб сани снюха цедина цахум лилин баца сутьях лица мож. Саид, я тебе скажу так. Я такой информацией не обладаю, что есть, то есть. Я и не читал этого. Возможно, ты слышал, это твоя гипотеза, это твое мнение, я его уважаю. Но как говорится, есть официальная версия, и придерживаемся официальной версии Аллаха. Тацтолхум штуй, Саид. Окнаха, дик дозаца дозит, хаатса хайт. Цундере, тацтолхум, вейнюк адолхум, дуй, вейн хуштолхум. Ой... Рожка, цани астол чендуица дуй. А вот что Инц, вы юстер там лохпед. Вы юстер. Вы махкер идут, вы. Инц судок амялдич. Вы айдлот ему гитердацер. Российский айдло му гитердацер. Знаю Остен, знаю. Ху айкинчк шиазу. Ху дица, вэкам диха, ху дица. Это он мугития. Цер айдло, кест айдло России. Да, посольбады голом. Сокити аборшу, Саид. Я тебе скажу сразу. У меня ответа на этот вопрос нету, во-первых. Во-вторых, предположение сказать, что они работают на этих, на тех, я делать тоже не хочу. И тебе не стоит. Говорят, они делают, они это, чьи-то это марионетки, куклы и гумша. Я люблю и тебе рекомендую, Саид, очень уаделен кихтуй, уаделен бухбуй, хаахуш. هر ناقوس هر ليل وشو هر تدعويتي شو دعجيت إيشلا تأخذك دو إدات ح لبو أعداء ضدواش أستعى ضدواش شيكي برحوز دورشتو نوتشي شو عداستير نوتشي شو بقى شار يقلع تتقى هم حاجة صدني يحاور دات يبقى شار كلينك شت يازيو يتير دقة بولشر تير ثاني بالا أمبات تير شو أديش إيش أبصر دعبا خد عبيته شينك والدش على صوت البربوش عصبوق بقنش بيوتنا سوي أسان بيل بوخر بس هند ألشة أبو زر أيدا ميرا وستعايزر إسبع ديوزغي إتو شرح ويا هقا حقو شولا تنترالنا يدقوا يقيرا تلفزيون يشتغل قميل خزة وين خيلبول يزدر خوي علما شاء نقشي بقي خيلبول تار هويلر هر حقا حق لا تنساني دولهم ويقاس صدوي مش دقست بالشاش قاستن دو شاش قاستن قاندو بوش قميل داش بوش شيبا تشالقوا خرج بوش بو أحقا إيه لا تنسدولهم قاستو ديزر سخينا ليركش واحكينا جوخرنا ليركش دي واحكينا إيهم شايتنا جوخر عطينا سول يا جوخر دالدو على عواتنا خبش دالدو على عواتنا إيهما قاستدنا تاري قاستدر تير شين إموجت ديرا جيم دير شا دب أنا حقشوز شرحة بالحابنا وين ما جرى دينا جوشتو سنديرا ويميل بيختش تبيختش مسو همان شي مخبو جوشو الله دينو شيخنا يو ويشن كيختخل ويشن يزن جرجدوش وعدل الحق يزدعجيتي شولي وين أخي دقيق دوش دارخيونا دكومنتش داتي دوش دي جوش موديتا حاوش يتسارخ ترلو
так пич бучера хиру мехтерш дючвек хиру так эка хон мича хазин хон мича гинир бош и камилш тиду масала баса милш айдло ара не знаю не видел аж совютига содер хока зерген тяду хока ких тяду хока деша сока райлас все и дела даца доцага адитис харцу хамуича. Предположение. Ала мегерду, амма вайшуму яшула дючтол хумдуй. Ахи сайдуй башламу оуши юқад яштатик. Талан яштина вая ладуша. Шиба қоба стагу. بس قابع استجن يوقع شبع قيتر وتبع قيتر وات مثلا باس شيء أو قيتر وقش تحقانا تعال قلت بيلا جديدو بيحكي ويش يخل سندر اتسومنا وي اوش саунду такисту асор эфириауш. Незнание закона не освобождает от ответственности. Ты начитанный, ты грамотный человек, Саид. Ты многие вещи видел, знаешь и читал. Но сколько людей, которые вообще далеки от этой темы, и которые могут больше сделать ошибок, нежели чем помочь. Наша общая идея какая? Заниматься своей историей, культурой, географией. Никакие личные дела мне не интересны, ни Чабиевы, ни Султыговы, ни Барахоеву, никто мне не интересен. И их личная жизнь мне не интересна. Где они, что они делали. Вой церц абсолютно бала басева и кюкшойтердац. Что осмог в своем историческом паблике было. Мне интересно, если они высказывают что-то касаемо чеченцев, чеченского народа и нашей истории, культуры, будь то границы и так далее, территориально, я выскажусь по этому мнению. И ты тоже можешь высказаться по этому мнению. А какие у них были связи с иноагенты, они работали ли с Центральным разведывательным управлением США, работают ли они с КГБ, работают ли они с национальной безопасностью Грузии, я не знаю, и ты не знаешь. За что я официальные новости, что они являются одними из лидеров, инициаторами протестного там выступления. Все. А у нас он ответ, что Азбол Кудон Альча, в общем, Кидахинс Дегдича, из-за Нахана, Бала Хаузен Буш, Мубяшпега и предположения, вещи очень. Это не потому, Кюри, Валлахи, Спиллах, Талах Цакуир сайт. Я сот Цакуир, я хот Цакуир. Вопрос не в этом, но есть политкорректность, есть умение вести себя достойно. Мы не будем материться, мы не будем переходить на личности, мы не будем нарушать священный месяц Рамадан. И если у нас есть конкретные вопросы по данной тематике. Анзор задал вопрос, да, мне прислали, да, я свое мнение высказал. По мне это фитна, это разжигание, это как поступит руководство там Чеченской Республики, или не поступит, или они проигнорят, потому что для них он никто и никак его зовут. Я не знаю. Если бы это, что касается... Да, не, я понял. Да, Анзор, мы это обсудили, и просто-напросто вся эта ситуация очень нелицеприятная. Во-первых, месяц Рамадан. Во-вторых, только вышел из заключения. Какие-то там смотрящие чеченцы, какие-то чеченцы с Европы, это автоматически Европе дала, она почти 500 000 ногчи, противоставить бяшбу. Так, кунядын, чубяхкин шбар, чубяхкин был ногчи, цабол айдал противоставить. Это питандуки. По мне, это питан. И, честно сказать, я не понимаю. Досрочно, и вполне возможно, у него срок был больше, если я не ошибаюсь, он по УДО вышел. Я не знаю, с точки зрения юриспруденции, можно ли делать такие выступления, если ты вышел там по УДО. Имеет ли за этим потом какое-то административное правонарушение? Я не знаю этих всех вещей. Я не юрист, честно сказать. Знаю какие-то определенные нормы. Но говорить нам, рассказывать, кто у нас хороший, кто плохой, и кто чеченец, брат, а кто... изначальное выступление, когда он говорит, что соседи, Лулхуай, это обозначает не братья, не один народ. И даже те, кто ему позвонил, якобы, в кавычках, да, он их просто-напросто опустил. Опустил он их таким образом, назвав их соседями
ну, извини меня, не братьями, ничем там. Лулхуай, там соседи наши мне звонили, сказали. Не братья звонили, не единый народ там и так далее. Там. Ну ладно, это все сейчас уже за спиной, чтобы не было. Да, хокум дуэль, хас мяли шучу, совала суна дуэль, и вала суна дуэль. Это, я знаю одно, главное, у нас никаких этих высказываний нету. Все как есть, строимся, развиваемся, работаем. Будем заниматься своей историей, географией, культурой. Надеемся на лучшее. Вежри, воистин хак. А, вежри, воистин хан кезигю. Хотя я знаю, Марх Лацалс, что он аля арихасу, но, к сожалению, Аситя отключится садаха. Завтра я не смогу провести Кана Аферирю. Почему? Потому что сегодня я обещал, что у нас вторая часть будет посвящена определенной тематике. Вот здесь Вайдам Кан Аферирю мы расскажем о наших землях, которые остались сегодня. Они относятся к Моздокскому району. То есть исторически, кто основал эти селения, какие найбы были, кто был вообще, какую он должность занимал, чем закончилась их жизнь. И о многих селениях, начиная это сегодня называется Предмостное, это прямо рядом с мостом. Кто знает, когда въезжаешь в Моздок, не переезжая моста, это с правой стороны, это Предгорное. Шанхай его называли, некоторые Чичвалка его называли. Но вот оттуда и дальше Терское, Октябрьское, еще одно село, которое даже вообще уже не существует. Дальше Братское, Эльюрт, Эльюрт, Беноюрт, Макни, Чолгюрт, Нойри, Лахнойри, Калаус, Подгорный, еще и Горогорский, Горогорский, я хокваленю. Ищайл, Ерча, Маткваленю, Мухакваленю и так далее и тому подобное. Там материал очень хороший. Ну, Очень интересно, я им говорю. завтра, да, а то вышавик до лянши беду со, теркис твой моей, теркел диава, юсиава, юцундер, деймахен, ойля ез, хаадиз, мархал хаадиз, мархал тяқахюк сахача, и кегер хваш хордас, шо масарна дейрез хил, да дуқадах дуэль, ديل دو حق بيش مرخبة تحديخر دو أشك سوغر خلقية تردالة يا سوغر دوцек дальше. Я أسا где они все находятся? Они частично находятся в Чечне, частично находятся в Северной Осетии на сегодняшний день. Сюгер Халхия Тардалла. Первый раз слышу. Ну, значит, ты не знаешь нашу историю, раз слышишь первый раз. Сюгер Халхия Тархаля. Сону Кент Ирдол Дейлдух. سوتعنا خلقية تردا يتعنا لشوات يا تيبنش يا шахарш, я тухмош, цанна стаган. Ас дюсек о богог, все, что я рассказываю, все, что мы работаем, все написано в книгах, и я излагаю, мы излагаем его так, как мы его видим, так, как мы его знаем. Поэтому прошу прощения у всех, если я каким-то образом обидел. Я буду в эфире, в любом случае до утреннего намаза я спать не буду. Если есть какие-то вопросы, в директ скидывайте информацию. Огромная благодарность сегодня. 1 человек с Ютуба и 5 человек задонатили с Инстаграм. Огромная им благодарность. Дай Аллах, чтобы все, что останется, приумножилось еще в десятки тысяч раз. Шундересхил, Масалин Бюс, Декалёгил, Маркниш Дал, Обалдой, Ваякана Дал Муаха. Я истол и толч ахдач, я иттача кана эфир, я хаусердувай Дал Муаха. Дельниц цани, Вайдина, Диса, Ваймокш Мэша Диса. Шейхатта Штала, если у вас накопились вопросы, записывайте их в WhatsApp, в Телеграме, сохраняйте. Потом во время эфира просто скопировать, отправить. И вы сможете спокойно не терять время, не выходить из эфира. Заранее оставьте готовьте свои вопросы. Если кто-то хочет зайти в эфир, я с радостью приму. Огромная благодарность всем подписчикам с Ютуба, моим воинам ютубовским, моим братьям из телеграм-каналов. Огромная благодарность. Дал Сейдуэ, дал Дуктах, дал Масер Бюс, дал Дейгалёв. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уайт Эхард Адуаш. وبقيت ايه حد عدو يشقورش تعديش نشتو
ديبا ديشا داخسن حومي نوخشي قاموش إدش تشتيات عيار زوي تانا غوش قيتر وش قل ديستخدم عادي كان ماش أويل. صارت سعادتنا رمادا والقلب في لهيب النيران، لكن كوني محفوظة بالله يا شيشان يا أرض الإيمان. من بين الأنقاض طفل صغير ينظر حزنا في صمت الزمان، كي يبقى نورك ساطعا أفديك روحي يا شيشان. لا إله إلا الله، الله درعك والأمان. لا إله إلا الله يا شيشان يا أرض الإيمان. لا إله إلا الله، إلا الله، الله درعك والأمان. لا إله إلا الله يا شيشان يا أرض الإيمان. لن تركعي مهما اشتد البلاء، فالشرف أغلى من كل كيان. شمسك تمحو ظل الظلم يا شيشان يا أرض الإيمان. إن جائني الموت رصاصا أحميك حبا مدى الأزمان، وأكون فخرا لإخوتي وأموت صبرا يا